Я сюда смотрю. Добрый день, дорогие друзья. Всех мы вас приветствуем на нашей очередной прямой линии с главой Чувашской Республики Олегом Алексеевичем Николаевым. Была проделана за достаточно короткий срок большая работа. Мы благодарим вас за ту активность, которую вы проявили. Набрали достаточное количество вопросов по самым различным направлениям, по самым различным темам, о которых мы чуть-чуть позже расскажем. И сейчас слово для вступления мы предоставим главе Чувашской Республики Олегу Алексеевичу Николаеву. Добрый день, Борис. Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами традиционно общаемся в таком формате. Это такой один из каналов нашего общения. Вы знаете, я еженедельно представляю краткую информацию о проделанной работе. Такую же информацию с этого года мы представляем в ежемесячном формате. Ну и вот мы с вами, значит, периодически встречаемся в прямом эфире в социальных сетях для того, чтобы ответить на те вопросы, которые волнуют. Для меня такая форма связи через социальные сети очень важная, потому что, очевидно, это очень короткое плечо общения нас с вами по тем проблемам, которые нас, вернее, вас и, конечно же, меня тоже волнуют. А самое главное, это для меня очень хороший индикатор оценки того, как реализовываются решения, как доходит до вас, до людей, до жителей Чувашии те мероприятия, которые реализовываются в рамках национальных проектов. А напомню, сами национальные проекты реализовываются в рамках инициативы президента. И поэтому вот такая форма нашей связи, она очень важна, нужна для того, чтобы очень быстро скорректировать наши действия, чтобы они были максимально полезными. Ну и, конечно же, мне, как экономисту, важно, чтобы каждый бюджетный рубль использовался эффективно. Ну, а дальше, коллеги, можно говорить долго. Давайте перейдем к вопросам, которые поступили. Я знаю, их поступило очень много. Ну, и очевидно, за то время, которое мы с вами будем в эфире, мы не сможем охватить все вопросы, но при этом, обещаю, все они получат достойное изучение. Мы обратим внимание на каждое обращение. Ну и, конечно же, среагируем в рамках действующего законодательства и по возможности окажем содействие всем тем, кто обратился и нуждается вот именно в таком роде реакции. Олег Алексеевич, спасибо. В порядке обратной связи мы и зрителям, и вам разрешите рассказать об основных параметрах, об основных вопросах, которые поступили. На экран, будьте внимание, да. Значит, всего мы получили 676 вопросов по 3 основным каналам. Через ресурсы Инстаграма 392 вопроса, через ресурсы ВКонтакте 226 и за последние 2 дня через чат-бот, который мы как раз и открыли только-только, поступило уже 58 вопросов. И мы знаем, видим, они продолжают поступать. Следующий слайд, пожалуйста. По тематике разбивка идет следующим образом. Больше всего граждан волнует тема социальной инфраструктуры. Здесь мы даже можем раскрыть. Преимущественно речь идет о новых микрорайонах города Чебоксары. Далее вопросы ремонт дорог, тротуаров, социальная поддержка и благоустройство. Следующий слайд. И разбивка по муниципалитетам. Олег Алексеевич, ну, традиционно лидер город Чебоксары, 423 вопроса, 116 вопросов без определенного указания. Далее идет Новочебоксарск, ну и по нисходящей Чебоксарский, Канашский, Шумиля-Шумилинский районы. Коль мы уже упомянули про недавно открытый чат-бот, на ваших экранах должны быть уже реквизиты этого чат-бота, наименование, ссылка, куда вы можете обратиться, писать, и в течение прямого эфира наиболее актуальные и наиболее животрепещущие вопросы мы, конечно же, подсветим. И позвольте тогда, коллеги, начать.
С первого вопроса. Первый вопрос у нас, вы говорили, Олег Алексеевич, только что в своем вступительном слове о том, что у нас есть приоритеты президента Российской Федерации. Они обозначены в послании, они обозначены в утвержденных национальных проектах. И первый вопрос хотел бы, конечно, посвятить именно теме прямой линии, недавно прошедшей у Владимира Владимировича, тема многодетных семей. Внимание на экран. За моей спиной улица Халтурина. Там уже давно есть газ. Дом наших героев находится буквально в 100 метрах. Вот он виден. И уже 6 лет они не могут добиться, чтобы к их дому подвели газовую трубу. Привезти, распилить и сложить за лето 6 КАМАЗов дров, чтобы не замерзнуть. Вот каждые 2 часа мы подкидываем вот сюда дрова. Ни сна, ни отдыха. В день нашего приезда у хозяйки появилась еще одна забота. Внезапно отключилось электричество. Порыв ветра и может в любое время выбить. Так бывает, говорит Елена, в месяц по 2 раза размораживается холодильник. Продукты пропадают. Электрическую плиту в такие дни заменяет костер. Проблемы есть в городе, я не отказываюсь. Это не проблема, это катастрофа. Участок на территории бывшего кирпичного завода «Шумерли», Касаткины и еще 10 семей получили в 2015 году. С тех пор началось их хождение по мукам. В 16-17 годах мне администрация говорила, то, что готовится документация. Я подождал год, на следующий год надо, думаю, пойти проверить, что там готовится. Пришел, оказалось, что администрация не успела подать заявку. И так каждый год. Уже писали, куда следует. Откуда следуют отписки и обещания. Я до Генпрокуратуры дошла. И вы знаете, есть решение суда 2017 года осветить вот эту территорию. 2017 год, сейчас какой год? 2021. Вот у меня последний ответ, если я вот принесла, вот у меня папка переписки, да, и у меня последним ответом написано: приставы закрыли исполнительное производство в связи с тем, что у нас свет есть. Освещена территория. Я вот, пожалуйста, всю переписку могу это оценить. Проверять никто не проверял? Нет. Жители сами хотели заказать проект, провести газовую трубу, подключить наконец-то электричество. Сумма в счете оказалась космической. А ведь еще в прошлом году президент Владимир Путин подписал закон. Труба от газопровода до домовладения, так называемая последняя миля, бесплатно для всех. По данным пресс-службы Кремля, на прямую линию в июне 2021-го десятки тысяч обращений. Газа нет, денег тоже. Со всей страны. Чувашия не исключение. Повторно обращаемся к вам, чтобы вы услышали нашу проблему. Мы по несколько раз в году обращаемся к администрации и депутатам для обеспечения газификации наших домов. Мы продолжим следить за развитием этой ситуации. Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев, Республика. Да, я просто не зафиксировал, как зовут здесь обращающихся. Я так понимаю, это Семья Касаткиных, да. Ну, семья Касаткиных. Ну, соответственно, я так понял по картинке, это целая группа домов на сегодняшний день не газифицирована. Ну, мы этим вопросом займемся. Совершенно правильно было сказано в репортаже о том, что на сегодняшний день уже есть решение президента и есть уже соответствующие регламенты строительства газовой трубы за счет «Газпрома» до границы земельных участков домовладений. И мы буквально где-то недели 2 назад разговаривали с Сергеем Вадимовичем Густовым. Это как раз руководитель ООО «Межрегионгаз», дочерней структуры «Газпрома», который занимается решением этого вопроса. И мало того, что у нас в плане был приезд Сергея Вадимовича в Чувашию, но, к сожалению, в силу сложившихся обстоятельств, прежде всего загруженности его на работе, вот именно в связи с реализацией данного решения президента, нам пришлось, скажем так, переназначить новую дату на более поздний срок. Но я убежден, что мы в ближайшее время этот вопрос решим. И решим вопрос газификации не только вот этих домов, которые обратились, но и всех других домовладений, которые на сегодняшний день не газифицированы. У нас их в Чувашской республике на сегодняшний день насчитывается чуть более 60 тысяч домовладений, то есть 63 тысячи, если быть точным, с хвостиком. И то есть мы уже посчитали, сколько
несколько домовладений вот на сегодняшний день не имеют газовой трубы до своей границы. Но это не говорит о том, что, конечно же, мы их все сделаем. То есть мы предоставим такую возможность. А окончательная газификация, получение газа для себя, это, конечно же, решение каждого жителя. Но такая возможность каждому из 63 тысяч домовладений в ближайшее время будет предоставлена. Поэтому в том числе вот, семье Касаткиных и их соседям тоже мы вопрос решим. А по другим проблемам мы тоже поговорим с главой администрации. Я буквально в субботу был в городе Шумерле. Мы, правда, говорили о других вопросах, но мы разберемся, посмотрим и обязательно окажем действенное содействие. Олег Алексеевич, есть другое обращение, тоже многодетной семьи. Им предложен был участок в начале в Ибресинском районе, а они жители города Новочебоксарска, это Васильева Ирина Владимировна. В силу ограниченности возможностей они Ибресинский район не стали рассматривать. Потом им предложили участок в Липово, там же в Новочебоксарске, но под целью уже огородничества. Вот. Если они уже откажутся, то, как сообщает Ирина Владимировна, они уже откатываются в очереди на 7 лет обратно. Вопрос также был поднят, направлен на прямую линию президента. Можем ли мы здесь как-то рассмотреть, помочь? Ну, мы давайте вот это конкретное заявление тоже рассмотрим, вернее, обращение посмотрим с главой администрации города Новочебоксарска. Ну, а в целом, если говорить о многодетных семьях, прежде всего о их обеспечении земельными участками для строительства, прежде всего, жилых домов. Мы знаем, что земельные участки могут быть предоставлены для различных назначений. И, очевидно, когда речь идет о строительстве жилых домов, либо садовых участков, либо огородничестве, это земли разного назначения. И очевидно, что вот те территории земель, которые имеются в границах разных муниципалитетов, не всегда позволяют реализовать вот желание. Вот в таком ущемленном состоянии находятся, конечно же, прежде всего города. Город Чебоксары, Новочебоксарск, где, с одной стороны, большое количество многодетных семей, с другой стороны, очень мало земельных участков, которые можно разделить по различным назначениям. И, конечно же, этот вопрос надо решать, и мы ищем возможности. Я знаю, что было решение несколько лет назад о выделении земельных участков в Маргаушском районе, но тоже появилась другая проблема – это инфраструктура, это дороги, газ, электричество. Но потом, далее, если идти, есть и следующая проблема. Есть у нас участки, которые выделены для многодетных семей, они оснащены газом, электричеством и другой инфраструктурой, но и при этом до сих пор не ведутся соответствующие строительные работы. И получается, мы с вами тратим бюджетные деньги, ну, скажем так, вот в никуда. Очевидно, проблем много. Скорее всего, мы сейчас, когда будем дальше разговаривать, появятся проблемы водоснабжения, есть проблемы строительства дорог, есть вопросы, значит, ликвидации аварийного жилья и много-много других вопросов, которые требуют также соответствующих ресурсов. А ресурсов, естественно, ограничено. И мы здесь, конечно же, должны принять какие-то взвешенные решения таким образом, чтобы и люди были бы удовлетворены, и закон бы исполнялся, но самое главное, чтобы это было посильно бюджету. Но еще более важно, если мы уж тратим бюджетные деньги, чтобы они приносили пользу и доходили до конечной цели. Вот когда мы тратим деньги на инфраструктуру и участки остаются незастроенными, там образовываются пустыри и заросли, скажем так, сорняков и кустарников, то, конечно же, не здорово. Потому что у нас уже на сегодняшний день очень активно развивается агропромышленный комплекс. У нас есть достаточно большое количество хозяйствующих субъектов, которые уже просят дополнительно земельные участки, а мы, получается, земли сельхозназначения выводим, их межуем, организовываем по строительству, подводим, тратим бюджетные деньги, когда и там у нас пользы нет. Вот это не здорово, поэтому вот эти все нюансы учитывая, нам надо, конечно же, принимать иные решения. И я думаю, что сегодня даже, скорее всего, вопросы будут
Мы сейчас рассматриваем, активно обсуждаем возможность введения права многодетных семей, особенно тех, кто живет в городах, прежде всего, скорее всего, для них это будет актуально, чтобы получить денежное возмещение. Но опять же, здесь надо подойти таким образом, что, скорее всего, это будет не одномоментное, потому что очереди копились уже несколько лет, и если даже такое решение будет принято, скорее всего, мы решение этого вопроса растянем на несколько лет. То есть по очередности будем удовлетворять потребности таких людей. Но при этом это, опять же, не обязательно. Мы только предоставим такое право, если будет принято такое решение. Сейчас мы очень внимательно считаем, анализируем, ну и, конечно же, активно взаимодействуем с самими многодетными семьями, с тем, чтобы понять, насколько востребована такая услуга и какие решения надо принять вот в рамках того подхода, о которых я выше говорил, то есть взвешенного подхода. Поэтому вот конкретно по этому случаю мы посмотрим, чем можем помочь, чем можем содействовать, а в целом, коллеги, будем двигаться вот в таком порядке. Ну, тем самым вы предвосхитили фактически ответ на один из самых массовых вопросов. Это как раз получение возмещения, компенсации вместо самого земельного участка, который оказывается зачастую без инфраструктуры, без подведенных коммуникаций. Фактически уже да. Фактически да. Но, Потому что этот вопрос очень часто задается на самом деле. Я же очень часто встречаюсь с людьми в разных местах. И потом я ведь такой же человек, как и все остальные. Хожу в магазин, гуляю по улицам, купаюсь в Волге. И очень часто ко мне подходят люди, задают вопросы, ну, в том месте, ну, скажем так, условно, где поймают. Ну, и я уже примерно предполагаю, какие вопросы могут возникнуть и волнуют людей. Поэтому здесь я получилось вот как раз и интуитивно ответили, да. И другой массовый вопрос – это по региональному материнскому капиталу. Все-таки многие семьи спрашивают, стоит ли и возможно ли не привязывать выдачу к требованиям прожиточного минимума. Прожиточный минимум. Ну, насколько мне известно, региональный материнский капитал был введен, по-моему, в 2012 году, и за это время более 10 тысяч человек воспользовались правом по получению материнского капитала. Но в 2016 году, значит, ограничили право распоряжаться только, то есть прожиточный минимум, только те семьи, которые имеют доходы на члена семьи меньше, чем прожиточный минимум, могут им распоряжаться. Вот данное решение было принято в рамках реализации, значит, мер государственной поддержки адресным методом, то есть адресного подхода госполитики по поддержке, вернее, по господдержке. И очевидно, что вот одномоментно менять такие решения, ну, это тоже не здорово. Не уверен. Мы обязательно посмотрим этот вопрос, обязательно изучим, с тем, чтобы, ну, скажем так, отреагировать прежде всего на это обращение. Не уверен и не могу обещать, что вот обязательно реализуем, значит, для всех, потому что очевидно, что если государство поддерживает, то эта поддержка должна быть, конечно, направлена на тех людей, которые в нем нуждаются. Но при этом буквально в течение последнего года мы по региональному материнскому капиталу приняли ряд решений, которые, скажем так, добавляют мобильности этого инструмента поддержки. Это прежде всего возможность единовременного использования 20% регионального материнского капитала на текущие нужды. Буквально сейчас готовится решение о возможности направления, ну, в рамках указа, который буквально было мною подписано 8 июля, возможность направления материнского капитала на приобретение транспортного средства, конечно же, в случае, если у семьи решен вопрос с жильем. То есть вот если вот этот фактор, опять же, учтен, то есть получается, семья малообеспеченная, при этом она обеспечена жильем, нуждается в автомобиле, значит, может материнский капитал направить на приобретение автомобиля. Таким образом, мы двигаемся последовательно с тем, чтобы меры государственной поддержки как раз повышали стандарт обеспеченности каждой семьи, ну и, естественно, жителей Чувашской Республики. Спасибо. Я предлагаю перейти к вопросам экономики.
Скорее всего, к теме многодетных семей, к социальной поддержке мы еще чуть позже вернемся. Тема прожиточного минимума также была затронута в обращениях пользователей в соцсетях. Татьяна Маринкина уточняет, для начала благодарит. С приходом вас очень много изменилось к лучшему. Огромная благодарность. Скажите, за последний год цены на все выросли в разы. Прожиточный минимум так и не растет. Пользователь Макаров Павел Георгиевич, почему у нас в республике занижен прожиточный минимум, особенно пенсионеров и инвалидов? Ну, смотрите, прожиточный минимум – это такая составляющая, которая имеет тоже, как и все остальное, достаточно серьезную историческую хронологию. В Чувашии, я соглашусь, прожиточный минимум, он достаточно низкий, и это уже сложилось. Но, значит, когда я приступил к исполнению обязанностей, один из первых проектов постановления, которые мне принесли на рассмотрение, было об очередном снижении прожиточного минимума. И я тут же попросил собраться всех ответственных должностных лиц, и мы начали изучать этот вопрос очень плотно и подробно. И установили, что федеральное законодательство позволяет нам принять иное решение, то есть не снижать прожиточный минимум, а самое главное не снижать на этот раз, то есть это было вот в прошлом году, в начале года, и самое главное и далее установить такую норму, чтобы прожиточный минимум больше не снижался ниже, чем установлено единожды, а только повышался. Если же вдруг надо принимать решение о снижении, то оно как бы остается на том же уровне. Это было, в принципе, это было необходимо сделать, то есть принимать решение о повышении или о снижении, потому что прожиточный минимум пересматривался ежеквартально. И вот с прошлого года у нас в Чувашской республике прожиточный минимум не снижался, он только повышался. Он дважды повышался, и, очевидно, за этот год он, если не существенно, то значительно повысился. Также у нас впервые за последние годы, в этом году, в 2021 году, повысился и прожиточный минимум пенсионеров. Он ранее, по-моему, 4 или 5 лет не повышался, а в текущем году он повысился сразу на более чем 580, почти 600 рублей. И это относительно того, что было, достаточно значительная цифра. Но в текущем году ситуация снова поменялась. Сейчас мы прожиточный минимум уже, значит, рассматриваем не раз в квартал, а один раз в год. И методика расчета его уже иная. Она рассчитывается относительно медианной, так называемой медианной заработной платы. Это некая средняя величина заработной платы в различных секторах экономики. И здесь и сейчас нам очень важно, чтобы развитие экономики стимулировало повышение заработной платы, и таким образом мы автоматически будем влиять в том числе на прожиточный минимум. В целом политика правительства Чувашской республики ровно на это и направлена. То есть ускоренно обеспечивать развитие экономики. И мы тут решаем сразу массу вопросов, то есть возможность развития социальной инфраструктуры и так далее. В том числе мы таким образом будем поддерживать в том числе и повышение прожиточного минимума. Поэтому в целом у нас прожиточный минимум уже не уменьшается. Он на сегодняшний день установился на том уровне, который относительно прошлых лет подрос значительно, и мы вошли с такой базой возросшей на текущий год на новый формат установления медианной, вернее, прожиточного минимума от медианной заработной платы. И убежден, он у нас и далее будет только расти. Другой вопрос от Медейкина Николая Алексеевича, депутата. Он интересуется резким повышением цен на строительные материалы по всей республике, а также фиксирует ежедневный рост цен, который может помешать выборному процессу. Как вы можете прокомментировать? На самом деле повышение цен есть. Он, к сожалению, не только в Чувашской республике, он имеет на сегодняшний день вообще мировой масштаб. А ввиду того, что Российская Федерация и экономика Российской Федерации
так же, как и отдельных крупных компаний, на сегодняшний день очень тесно интегрирована в мировую экономику, то, очевидно, вот этот вот всеобщий рост цен, он не миновал и Российскую Федерацию. Ну, а мы, Чувашская Республика, достаточно маленький субъект Российской Федерации, очевидно, не можем оставаться в стороне от этого тренда. И на самом деле есть такая проблема роста цен. Но я не знаю, как он повлияет на выборы. Там посмотрим. Конечно, мы с вами осенью, как там в поговорке «цыплят по осени считают». Но я думаю, что про выборы мы еще отдельно поговорим. А если говорить про цены, то он точно нам очень сильно мешает и оказывает воздействие, в том числе на реализацию национальных проектов. Мы в этом году существенно увеличили региональную республиканскую адресную инвестиционную программу. У нас она увеличилась почти на 3 миллиарда рублей относительно прошлого года. И, конечно же, у нас очень-очень много строек. Очень много строек. Это более 50 школ заново реконструируются. Заново реконструируются 38 садиков. Это по всей республике. Это новые проекты, которые мы только в этом году запустили. Помимо этого, конечно же, строятся плановые объекты. Это школы, больницы, ФАПы и спортивные объекты. Ну, очевидно, эта проблема, она присутствует не только в Чувашской Республике, поэтому на сегодняшний день правительство Российской Федерации принимает в том числе экстренные меры по урегулированию цен. То есть дано поручение ФАСу Российской Федерации провести соответствующее расследование, нет ли монопольного сговора. И уже с 1 августа будет введено решение о введении так называемых экспортных пошлин. Что такое экспортная пошлина? Это экспортная пошлина, можно сказать, такой заградительный барьер, на пути оттока материалов в погоне за выгодой за пределы Российской Федерации. То есть на сегодняшний день крупные компании, учитывая, что они, экспортируя те или иные виды продукции, прежде всего строительные материалы, могут заработать больше за рубежом, они, конечно же, больше это экспортируют. Ну и, конечно же, у нас остается товаров меньше, а дальше начинают работать законы рынка. Чем меньше товаров, тем больше спрос. То есть, с одной стороны, естественно, изначально производитель ставит высокие цены, потому что мировые цены такие, а потом еще маленький объем этих товаров относительно уже возросшего спроса, в том числе в рамках из-за реализации национальных проектов, опять еще подталкивает эту цену. Есть эта проблема, она осознанная, и поэтому вот эти заградительные пошлины, экспортные пошлины, они уже начинают давать эффект, и вот буквально последнюю неделю уже фиксируется, как минимум, стабилизация цен, и эксперты начинают поговаривать, что в ближайшее время мы можем увидеть и постепенное понижение цены на очень важные строительные материалы. В этом направлении мы находимся в постоянном контакте с нашими коллегами из федерального правительства. И, конечно же, здесь через мониторирование цен предоставляем достоверную информацию тех рисков и угроз, которые мы с которыми мы можем столкнуться из-за вот такого явления, как повышение цен. Спасибо. И хотел сказать, первый вопрос пришел в ходе нашей прямой линии через чат-бот в Телеграме. Дмитрий Степанов уточняет, почему все инвестпроекты пролетают как фанера над Парижем, цитирую, мимо Алатыря, Шумерли, Ядрина, Цивильска, Маргауш и других районов республики. Жители просят обратить внимание на другие районы и выстраивать политику развития республики, а не политику опустынивания территорий, переселения всей республики в столицу республики. Что скажете? Я соглашусь с тем, что, наверное, есть на сегодняшний день такая ситуация, что многие районы муниципальное образование Чувашской Республики и малые города, к сожалению, остаются за такими потоками больших инвестиционных проектов, но это не говорит о том, что нас это не волнует. Нас это, прежде я имею в виду правительство Чувашской Республики. И поэтому мы в прошлом году
зафиксировав вот такую ситуацию, призвали всех жителей Чувашской Республики поучаствовать в разработке программы социально-экономического развития Чувашской Республики на следующие 5 лет. То есть здесь очень важно было, с одной стороны, чтобы каждая территория, то есть каждый район, вот, в том числе названные муниципальные образования, осознали свое текущее положение, определили бы потенциальные возможности собственного развития, а развитие – это как раз инвестиционные проекты в том числе. Ну а дальше, конечно же, запланировав эти направления, активно работали. И в целом у нас получилась достаточно, на мой взгляд, действенная программа. Мы, самое главное, не просто его разработали, положили на полку, а мы с ней работаем и сейчас. Постоянно, поступательно. Вот ровно сейчас, в это время, мониторинговая группа выехала в Батрийский район, чтобы изучить ход реализации программы социально-экономического развития вот именно в Батрийском районе. Завтра эта же группа будет работать в Яльчиках. До этого они были в других муниципальных образованиях. Далее, естественно, будут во всех других муниципальных образованиях. То есть мониторирование, постоянное мониторирование хода реализации этой программы – это главная задача. Ну и, конечно же, очень быстрая реакция на появившиеся дополнительные возможности. И здесь очень важно, чтобы каждая территория, естественно, во главе с руководством территории, с главами администрации, с депутатским корпусом, разработав этот план, четко представили себе те возможности, которые есть. Это мы назвали так называемый инвестиционный паспорт. И вот этот инвестиционный паспорт должен как раз четко отражать, какие есть возможности, какие земли промышленного значения, сельскохозяйственного значения, неиспользуемые площадки, какие объемы неиспользуемого электричества, газа и так далее. Если их нет, то сколько нужно, если будет построен тот или иной завод. То есть вот такое видение каждой территории должно быть. И сейчас эта работа идет. И мы вот буквально вчера сидели и рассматривали те проекты, которые уже у нас имеются, разработанные. И должен сказать, среди этих проектов я увидел своей радости проекты, которые касаются развития города Латыря, проекты, которые касаются развития города Шумерля. Город Канаш у нас последний год сейчас очень активно начал развиваться, потому что мы буквально за полгода смогли, значит, добавить 9 резидентов индустриального парка города Канаша, а надо сказать, на начало года их было всего 3. То есть, таким образом, на сегодняшний день там работает 9 резидентов. Это почти 5 миллиардов дополнительных инвестиций, соответственно, новые рабочие места. И все это будет реализовано в этом или в начале следующего года. И соответствующие предприятия заработают и будут делать вклад в развитие именно города Канаша. В принципе, у нас планы создания таких вот мест концентрации производства как минимум во всех малых городах. Ну и, конечно же, в тех районных центрах, где имеется такой потенциал. В частности, в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики у нас запланировано создание индустриальных парков в Батрийском районе, агроиндустриального парка, где мы предполагаем разместить прежде всего предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию и агронаправление. Это будет такая мощная концентрация предприятий, которые будут производить вот агропродукцию на основе выращенной сельхозпродукции на территории Чувашской Республики. Аналогичная территория может возникнуть в Сивильском районе, если жители и администрация найдут соответствующие решения. В планах у нас есть реализовать этот проект, но опять же, это возможности. Любые возможности должны быть подтверждены конкретными действиями, а конкретные действия лежат в плоскости того, что администрация муниципального образования, разработав проект развития, должен, естественно, согласовать это с местными жителями. И местные жители должны не просто одобрить, что это будет таким образом здесь организовано, но еще и выразить готовность участвовать. То есть те или иные предприятия должны быть готовы построить эти объекты, организовать соответствующую переработку, либо производственную площадку. И далее, самое главное, функционировать. И мы здесь готовы поддерживать на всех этапах. То есть сначала
создать такую площадку, оснастить его инфраструктурой, далее помочь внутри уже этих объектов при строительстве объектов производства, их запуска, а далее уже, конечно же, сопровождать процесс производства через продвижение продукции как на внутренней, так и внешней рынке. Практика такая уже есть, и мы с вами фиксируем ежегодный прирост экспорта. Он был существенный в прошлом году, и в этом году пока мы идем с ростом. Город Новочебоксарск. Мы буквально в ближайшие 2-3 недели планируем подать заявку на создание особой экономической зоны в этом городе-спутнике. И здесь в рамках особой экономической зоны тоже появится индустриальный парк. И, очевидно, тоже город должен получить новый импульс в собственном развитии. И вот, возвращаясь к вчерашнему совещанию, должен сказать, что создание вот таких зон или мест концентрации производства в виде технопарков, индустриальных парков, у нас есть понимание, что они могут возникнуть еще как минимум в 5 или 6 муниципальных образованиях. Они обозначены, главы муниципальных образований знают об этом, и, конечно же, они должны организовать, как уже было выше сказано, соответствующую работу и с депутатским корпусом, и с населением, с тем, чтобы запланировать такое развитие и эффективно использовать имеющиеся ресурсы. К сожалению, на сегодняшний день, если говорить о многих муниципальных образованиях, многие еще не достигли даже по валовому сбору сельхозпродукции показателей советского периода. Не просто не достигли, далеко отстают от этих показателей. А это значит незадействованные земли сельхозназначения. Это значит выведенные из оборота производственные площадки либо фермы и так далее, и так далее. То есть здесь есть еще над чем работать. И важно, чтобы каждая территория эту задачу поняла, осознала и запланировала. А мы, правительство Чувашской Республики, конечно же, будем поддерживать и всячески участвовать. То есть прийти работать за территорию мы не можем, но участвовать, нести ответственность и быть вовлеченными есть огромное желание и готовность. Тем более правительство гарантии дает. Совершенно верно. Есть один вопрос. Люди интересуются, Прокопьева Вера, в частности, из города Чебоксары, по каким-то подвижкам в части выплаты задолженности по заработной плате на чебоксарской типографии номер 1. Как обстоят дела сейчас? Ну, вот я не могу, конечно, сказать вот, именно за типографию номер 1, но предполагаю, мы ежеквартально собираемся, рассматриваем ситуацию с задолженностью по заработной плате. И здесь, надо сказать, главная проблема у нас, она имеется на тех предприятиях, которые находятся в стадии банкротства. Вот, типография номер 1 – одна из таких структур, одно из таких предприятий. И когда идет процедура банкротства, здесь уже совершенно особая процедура. То есть это даже не текущая хозяйственная деятельность. То есть когда речь идет о текущей хозяйственной деятельности, мы еще можем воздействовать на работодателя, на менеджмент организации и принудить даже выплатить заработную плату, если есть нарушение прав работника. А в случае с банкротством даже таких прав у нас нет. Мы можем только помогать, определенным образом содействовать конкурсному или арбитражному управляющему, который реализовывает все мероприятия в рамках отдельного закона о несостоятельности и банкротстве. Вот по типографии номер 1, насколько мне память не изменяет, на сегодняшний день идет процесс реализации имущества. И очевидно, как только имущество будет реализовано, ввиду того, что заработная плата – это кредиторы первой очереди, они незамедлительно будут погашены в первую очередь тут же. Вот поэтому я обязательно уточню, на какой стадии находится процесс реализации. Я вот проезжаю мимо, вижу, там уже начались работы по реконструкции. Скорее всего, уже появился новый собственник, либо намерение нового собственника. И соответствующим образом обязательно отреагируем. Спасибо. В последнее время вы много говорили о важности поддержки молодежи, их роли в будущем Чувашии. Вот есть обращение Алии Салахуддиновой. Ей 33 года, она учитель Урмаевской СОЖ Комсомольского района.
Сообщает, что который год стоит в очереди за программой молодой специалист, боится, что не успеет воспользоваться льготой, программой, которая действует, насколько мы понимаем, до 35 лет. А она уже более 10 лет работает на селе. Есть ли возможность рассчитывать на какую-то поддержку ее как учителя? Аля, мы обязательно разберемся с вашим случаем, конкретно с вашим случаем. А вообще молодежной политики – это одно из, на мой взгляд, стратегических направлений деятельности правительства Чувашской Республики. Тут есть несколько причин для этого. Прежде всего, или фундаментальная причина – это то, что молодежь – это те люди, которые будут обеспечивать завтра. Вернее, будут жить завтра и, соответственно, реализовывать все то, что начато сегодня. Поэтому очевидно, что молодежь должна быть вовлечена во все этапы принятия и реализации решений на государственном уровне. И мы сейчас эту политику активно реализовываем. Мало того, что мы даже, запуская конкурс, управленческий конкурс, тут же запустили параллельно конкурс специальный для молодежи, для молодых специалистов, с тем, чтобы они могли себя показать, реализовать и определенным образом продвинуть по социальной лестнице и по карьерной лестнице. И далее мы намерены еще более активно реализовывать и вопросы взаимодействия с молодежью, ну и, конечно же, меры поддержки по реализации тех или иных инициатив, которые выдвигает молодежь. А вот с Ильей, то, что согласен, что у нас молодежь, согласно законодательству, на сегодняшний день это те люди, которым не исполнилось 35 лет, то есть 35 включительно, и ее волнения, они оправданы и справедливы. Обязательно мы вникнем в ситуацию. Я с Александром Николаевичем, с главой администрации Комсомольского района, обязательно проговорю, и министру образования дам поручение, чтобы они мне доложили, в чем проблема, значит, и почему вот, значит, Аля до сих пор не получила соответствующие меры поддержки, если она на них имеет право. Спасибо. Перейдем к одной из резонансных тем, вопросам, которые в большом количестве поступили на прямую линию. Это тема вакцинации. Начнем с тех, которые хотят, ищут возможности и понимают важность этого мероприятия. Марина работает в Москве, но готова сделать прививку здесь, в Чебоксарах. Татьяна Павлова из города Чебоксары пишет, что ей сложно записаться на вакцинацию, мало свободных окошек, а она человек работающий, сложно подстроиться под график. И Татьяна Вячеславовна Сокова, тоже Чебоксары, 63 года, она хочет привиться от коронавируса. И может ли она пригласить специалистов на дом, чтобы все это сделать? Ну, таких три составляющих. На самом деле, на сегодняшний день могут привиться все желающие. И у нас работает 58 стационарных пунктов вакцинации. Это по всей Чувашской Республике. 12 мобильных пунктов вакцинации. Ну и 58 так называемых мобильных групп, которые выезжают как раз и на дом, и на рабочие места, и проводят соответствующую процедуру вакцинации. И здесь, если по порядку, значит, люди, которые, скажем так, часто передвигаются, работают в других регионах, но при этом прописаны в Чувашской Республике, конечно, могут вакцинироваться. Здесь никаких препятствий нет. В любом из пунктов вакцинации можно записаться, можно прийти без записи. И на сегодняшний день все пункты вакцинации работают до последнего посетителя. И таким образом это будет сделать легко. Мало того, что вот конкретный пример, когда я посещал пункт вакцинации в городе Шумерле в прошлую субботу, вот совершенно случайно, можно сказать, как раз оказался свидетелем того, парень, который работает в Москве, в торговом центре, приехав к себе на
на родину, в Шумерлю, решил значит, поставить вакцину, потому что в Москве, говорит, ну, это его объяснение, что в Москве сегодня, во-первых, требует вакцину, а во-вторых, как раз вот в связи с его режимом работы там, в Москве, ему сложно получить вакцину. Поэтому здесь никаких вопросов не вижу. Значит, по поводу того, чтобы попасть. На самом деле, последние несколько дней у нас был большой приток людей в пункты вакцинации. Это, скорее всего, было связано с тем, что был, во-первых, резкий всплеск заболевания и достаточно большая информационная кампания как на федеральном, так и региональном уровне о необходимости защитить себя через удобный и эффективный инструмент. И мы зафиксировали вот достаточно большой приток и работу пунктов вакцинации практически на максимальных мощностях. Поэтому и пунктов вакцинации за последнюю неделю стало 58. То есть если у нас на прошлой неделе было 56, то вот на сегодняшний день их уже 58. На 2 пункта вакцинации больше. И очевидно, по мере роста людей, количество людей, которые будут приходить на вакцинацию, количество таких пунктов будет все больше увеличиваться. Мало того, если у нас будет поступать вакцина, есть такие прогнозы, которые будет требовать менее щадящих условий хранения, а спутник Ви, мы знаем, что у него условия хранения минус 18 градусов, но при этом сейчас уже разработано, значит, предприятием Гамалеи и вариант, который хранится в температурном режиме плюс 2, плюс 8 градусов. Если вот такая вакцина будет поступать более массово, то, очевидно, вакцинация будет доступна в больших количествах пунктов, потому что ну, простые холодильники, они более доступны и на сегодня уже имеются в наличии в каждом ФАПе и в других лечебных учреждениях. По поводу домой. Да, можно, но здесь надо учитывать, что все-таки когда мобильная группа выезжает, он тратит очень много времени на дорогу. И, очевидно, это время, ровно то время, когда люди могут получать вакцину. Поэтому, если уж приглашать мобильные группы, либо, ну да, мобильные группы или передвижение пункта вакцинации, то их уже надо загружать по максимуму, чтобы это было желательно. Если они будут ездить из одного конца города в другой по одному человеку вакцинировать, конечно же, они охватят минимум людей. И здесь надо быть разумным. Если нет противопоказаний, если человек может двигаться, если у него есть возможность нормально передвигаться, то, конечно же, лучше прийти самому в пункты вакцинации и это сделать. Если нет возможности, то можно обратиться к волонтерам, и волонтеры могут организовать доставку сначала на пункт вакцинации, затем уже доставку из пункта вакцинации домой. Такая работа сейчас тоже запущена, и к этой работе сейчас подключается все большее количество и волонтеров, и депутатов разного уровня. Такой призыв с моей стороны был сделан в ходе совещания в городе Шумерле. Я знаю, на сегодня этот призыв очень активно подхватывается в других муниципальных образованиях с тем, чтобы люди могли удобно получить вакцину независимо от своего там, состояния здоровья, либо от местонахождения. Потому что если в городе мы понимаем, что транспортная доступность достаточно хорошая, то в сельской местности зачастую очень сложно доехать. Поэтому вот эта работа сейчас, она, ну, если не налажена, налаживается, и с каждым днем будет все лучше и лучше. Спасибо. Мы, когда принимали вопросы, как минимум 2 зафиксировали, тоже по теме вакцинации, и все они касаются темы ревакцинации. То есть человек сравнил Москву и наш регион, говорит, что там уже это законодательно на региональном московском уровне уже предусмотрено, что человек по истечении полугода с момента последней вакцинации может идти и смело привиться, там спутник лайт или спутник традиционный. Когда он обратился здесь, в нашей региональной власти, в наш региональный Минздрав, то оказалось, что нет для этого у нас специального приказа.
То есть время идет, и, наверное, таких людей, которые будут выходить на ревакцинацию, будет еще больше. Думали ли у нас власти об этом? Как на самом деле, я не знаю, откуда, значит, взята необходимость отдельного приказа. На самом деле, для этого никакого отдельного приказа не нужно. Для этого просто надо прийти и заявить желание ревакцинироваться. И если соответствующие параметры, значит, зафиксирует врач, то, пожалуйста, ревакцинируйтесь. Но на сегодняшний день я единственно могу довести информацию, что и должен довести, наверное, что пока у нас в Чувашию вакцина «Спутник Лайт» не поступала. То есть она еще только-только запущена в гражданский оборот, и, очевидно, его в большей части применяют на сегодня в тех регионах, где больше всего сконцентрированы люди категории, которых принято называть мигранты, трудовые мигранты. Речь идет об иностранцах, прежде всего. Трудовые мигранты и иностранцы. Или вообще иностранцы, наверное, будет правильно сказать. И вот принято решение, что вот прежде всего, как бы там, и речь идет о московском решении не о ревакцинации вообще, а речь идет о вакцинации иностранцев и об установлении цены вакцинации для иностранцев. Поэтому это разные вещи. И учитывая, что в целом у нас законодательство универсальное, и общие регламенты устанавливает Минздрав Российской Федерации. Они обязательны и одинаковы для всех регионов, поэтому издание отдельных нормативных актов на уровне региона по этому вопросу не требуется. Понял. И, наверное, перейдем тезисно к вопросам от тех, кто не считает необходимым вакцинироваться. Буквально обзором. Татьяна Романова. Почему вакцинацию делают обязательной? Почему у людей нет права выбора? Ущемляют наши права? Владимир Владимирович Путин ясно выразился, что он против обязательной вакцинации. Может прислушаться и вам, увольнять с работы незаконно за отказ в вакцинации. Почему заставляют прививаться? И говорят, что без справки о медотводе или ПЦР не допустят к работе. Другой спрашивает. Просим ваше подтверждение о добровольности вакцинации от новой коронавирусной инфекции и недопустимости сегрегации и дискриминации в правах по признаку привит, не привит. И насчет принудительной вакцинации. Как такое может быть, если вакцина от ковид не прошла еще 3-ю стадию испытания? Вот коротко так. Да. Ну, на самом деле, давайте начнем с обязательности. Да? Ну, на сегодняшний день, с точки зрения вот текущего момента статуса законодательства, у нас вакцинация от коронавируса не обязательна. И об этом четко сказал президент. Здесь другого решения быть не может, потому что это факт, как говорится, вот, установленный с точки зрения норм законодательства. Но при этом есть текущая эпидемиологическая ситуация. Она несет угрозу жизни и здоровью большого количества населения. И в связи с этим, опять же, по нормам законодательства, для того, чтобы защитить большую часть общества, значит, имеется норма, когда вводятся, скажем так, некие специальные режимы функционирования тех или иных отраслей или территорий. В данном случае речь идет, когда мы говорим о обязательной подтверждении своего состояния здоровья. То есть, если вы работаете в системе обслуживания, то есть это потребительский рынок, это общественное питание, система социального обслуживания, сфера услуг, досуга и иные отрасли, где вы постоянно коммуницируете с большим количеством людей. Значит, работодатель, да, и государство может установить требования, что вы здоровы. А как доказать, что вы здоровы? То есть на сегодняшний день наука, которая изучает постоянно, значит, поведение вируса и действие на этот вирус вакцин, имеющихся вакцин, говорит о том, что действующие вакцины в значительной степени защищают людей как минимум от тяжелых форм течения болезней, а самое главное – стоит барьер перед распространением, перед неконтролируемым распространением этого вируса. Это первая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Причем вакцина на сегодняшний день предоставляется бесплатно. Единожды пришел,
получил вакцину первым компонентом, через 21 пришел, получил второй компонент вакцины. И вы, значит, защищены от вируса, и вы не являетесь источником бесконтрольного распространения этого вируса. Не хотите? Хорошо. Тогда через каждые 3 дня сдавайте тест на ПЦР и подтверждаете свое состояние здоровья. Никто же никого не принуждает. У вас есть право выбора. Либо один раз сделать вакцину бесплатно, и, соответственно, уже делать. Либо вы делаете, естественно, работодатель не будет платить за ваши ПЦР. И на сегодняшний день ведь ПЦР делается бесплатно тем, у кого клинические показания, и для медицинских целей необходимо определить диагноз. Есть коронавирус или исключить коронавирус. Тогда за счет средств обязательного медицинского страхования ПЦР делается бесплатно. Но если человек здоров, если он хочет просто подтвердить, что он здоров, это его личное желание. И за это человек платит сам. И если кто-то готов платить каждые 3 дня за ПЦР, я не знаю, сколько он сейчас стоит, вот было 1800, затем последовательно цена уменьшалась. Я последнюю цифру слышал 300 рублей. Но в связи с тем, что сейчас 3-я волна пошла, резко возрос спрос, опять он несколько подорожал, возможно 350, возможно 400 рублей. Если человек готов платить каждые 3 дня эти деньги и подтверждать свой статус здоровья, то, пожалуйста, здесь же никто никого не принуждает. У человека есть выбор. Либо он делает вакцину, защищает себя и имеет соответствующий паспорт вакцинации, либо он через каждые 3 дня тратит деньги. Ну, а если в целом в республике, ну, скажем, если мы говорим про Чувашскую республику, мы фиксируем ежедневный прирост количества людей, которые заболевают, которым требуется медицинская помощь в виде стационарного лечения. И у нас все больше и больше коечного фонда переходит для оказания медицинской помощи таким людям. Это угрозу для здоровья других людей, которые болеют хроническими болезнями. А что остается делать? Остается ограничить деятельность таких организаций, которые несут угрозу для большого количества людей и для общества. То есть это отдельные предприятия, которые работают в этих сферах. Мы это проходили в прошлом году. Поэтому работодатели говорят, как бы, ребят, либо мы работаем, соблюдаем эти условия, и мы соответствуем стандартам, либо нам придется закрыться, остаться без работы. Поэтому это же выбор человека. Здесь никто никого не принуждает. Здесь просто-напросто появляется необходимость принятия решения. И потом уже за это решение должен принимать каждый человек сам. А задача органов власти, Роспотребнадзора защитить в целом общество. И обеспечить устойчивое функционирование в целом и системы здравоохранения, и всей системы жизнеобеспечения как отдельного региона, так и всей Российской Федерации. Поэтому здесь, коллеги, здесь просто-напросто выбор каждого и осознанное отношение к состоянию здоровья самого себя и той степени опасности, которая это состояние здоровья может, скажем так, представлять для других. Спасибо. И есть еще один вопрос. Уже перейдем к более земной теме, также по здравоохранению. Закрыли прививочный кабинет на Афанасьева 6.1. Почему закрыли? Теперь мамочкам приходится сначала идти на прием к педиатру, чтобы получить разрешение на прививку, а потом с маленьким грудным ребенком ехать на Ахазово, в детскую поликлинику, чтобы там сделать прививку. Житель Чебоксар. Ну, я предполагаю, что это временная мера. Угу. Может, кто-то в отпуск ушел, может, кто-то заболел. И в данном случае я думаю, что люди, которые хотят вакцинироваться, они могут на самом деле получить соответствующий допуск в самом пункте вакцинации. Это не обязательно приходить сначала на Афанасьева, а потом ехать, значит, на Ахазово. Угу. То есть они могут сразу ехать на Ахазово, там получить соответствующий допуск к вакцинации, получить вакцину и спокойно ехать домой. Я думаю, что так, скорее всего, организация
организовано, но просто зачастую мы просто по привычке вот этих возможностей не улавливаем и действуем по неким уже устоявшимся, скажем так, правилам или привычкам. А так убежден, что это мера временная. Либо кто-то заболел, ведь все люди, врачи тоже люди, либо кто-то просто ушел в отпуск, плановый отпуск. Мы не можем людей лишать права их отдыхать. И, очевидно, при этом обеспечиваем возможность получения медицинской помощи через другие учреждения здравоохранения. Это нормальное явление. Спасибо. И, наверное, обратимся вновь к экрану. Да. У нас очередной видеовопрос по теме достаточно резонансной, о которой мы говорили в самом начале. Это социальная инфраструктура новых микрорайонов города Чебоксары. В данном случае это вопрос от Николая Котикова. Микрорайон Солнечный. Будьте добры. Здравствуйте, Олег Алексеевич. Вот в этом месте по плану у застройщиков стоит школа. Все ближе и ближе здания подступают к этому месту. Все-таки скажите, пожалуйста, когда же появится школа для жителей микрорайона Солнечный, город Чебоксары? Вот по этой дороге ежедневно спускается и поднимается с микрорайона третья школа очень множество жителей микрорайона Солнечный, город Чебоксары. Когда же все-таки ее сделают? Управляющая компания, конечно, обслуживает ее, потихоньку убирает, но ремонтировать и восстанавливать за свой счет вот это они не смогут. Все-таки сделайте нормальную дорогу, не вот эту козью тропу. Зимой здесь еще хуже. По факту это получилось, Олег Алексеевич, самое настоящее коллективное обращение. Очень много именно жителей. Именно одни и те же темы. Это дорога, это школа, это детские сады. Ну, мы знаем, и здесь видно по картинке, дорога по всем признакам, которая устроена временно, временного характера. Мы знаем, что микрорайон на сегодняшний день развивается, застраивается. И, очевидно, любой такой микрорайон развивается поэтапно. Ну, посмотрим, когда должна быть построена эта дорога. Мы очень плотно и системно поддерживаем все новые микрорайоны с точки зрения их оснащения и дорогами, и объектами социальной инфраструктуры. Конкретно по школе, вот в данном микрорайоне мы сейчас работаем над этим вопросом. Скорее всего, наверное, будет вопрос и по школе микрорайона Университет. Здесь давайте начну, может быть, с него даже. Если будет вопрос, будем считать, что я на него ответил. Просто в комплексе скажу сразу по школам. Значит, в микрорайоне Университет решение о выделении средств на строительство школы состоялось. И я думаю, что буквально осенью мы уже начнем строительные работы на этом объекте. С тем, чтобы ускориться, и в 2023 году дети пошли в школу, в новую школу в микрорайоне Университет. По другим школам, в том числе в микрорайоне Солнечный или там микрорайон Лента по-другому, ну там это одно и то же. Значит, работа сейчас идет наряду с другими 4 школами в городе Чебоксары, а это микрорайоны Акварель, Радужный, значит, Новый город и Ясная Поляна, да. Вот. И, значит, мы планируем и эти школы начать также строить в ближайшее время. Если не в этом году, то на следующий год. И есть желание также завершить работу в конце 2023 года. Значит, эти школы, эти 5 школ, мы планируем в их строительство войти уже по другой программе. Если мы по микрорайону Университет мы вошли в строительство по базовой программе образования, то вот эти 5 школ мы планируем зайти по программе конституционного соглашения, которое на сегодняшний день реализовывается правительством Российской Федерации. Для этого создана специальная организация «Прошкола», которая является оператором этого процесса строительства вот, новых школ по этой программе. И эти объекты
реализовываются в комплексе. То есть будут параллельно разрабатываться и дорабатываться проектно-сметная документация, ну и вестись соответствующие строительные работы. Поэтому у нас должно все это получиться достаточно быстро относительно того, что это было раньше. Раньше на все эти цели проходило достаточно большое количество времени. Поэтому ввиду того, что по микрорайону университет, по школе микрорайона университет у нас проектно-сметная документация была готова, она была с экспертизой, нам удалось, соответственно, получить решение вот по базовой программе. Поэтому, отвечая конкретно на данный вопрос, школу начнем строить либо в конце этого года, либо в начале следующего года. Ну, а по дорогам также планово, в рамках плана застройки этой территории, освоения, они также будут появляться. Но если быть точным, просто контакты потом мне передадите этого заявителя, мы ему ответим конкретно вот по этой дороге, когда запланировано его строительство, но однозначно могу заверить, что все планы застройки территории мы держим на очень строгом контроле. Это касается вопросов почти всех площадок комплексной застройки. Спасибо. И предлагаю вернуться к указу, о котором вы сказали в начале прямой линии, о повышении благосостояния многодетных семей. Он вызвал отклик, поступили вопросы. Алексей Комиссаров пишет: новым указом семьям, имеющим 8 и более несовершеннолетних детей, вы предоставили преимущество в получении жилья. С 2005 года многочисленным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей, предоставляли жилье. Семьи, где 8 и более детей, их единицы, а семьи, где 5 и более детей, получается гораздо больше. Как республика будет помогать многочисленным семьям, имеющим 5 и более детей? Ну, вот семьи с 8 и более детьми, они априори являются семьями, где 5 и более детей. Совершенно прав заявитель в том, что у нас действуют меры поддержки вот таких семей, с 5 и более детьми в вопросе обеспечения жильем. И есть там достаточно длинная очередь. Но при этом, когда мы анализировали ситуацию с обеспечением жилья, значит, мы зафиксировали, что на самом деле семей с 8 и более детьми не так много. И ввиду того, что мы получили грант правительства Российской Федерации за эффективную деятельность правительства Чувашской Республики в прошлом году, 455 миллионов рублей. А эти деньги мы можем направить на любые цели, которые важны для развития республики. Мы решили единовременно обеспечить семьи с 8 и более детьми в этом году дополнительно к тем средствам, которые направлены на реализацию этой меры поддержки. То есть на реализацию этой меры поддержки в этом году в бюджете заложено 171 миллион рублей. То есть люди, которые стоят в очереди в рамках этих бюджетных ассигнований, получат соответствующую поддержку в рамках, предусмотренных законом. Но при этом мы целевым образом на те семьи, которые имеют детей 8 и более, а скорее всего там семьи с 5 и более детьми меня поймут, что когда 8 детей это достаточно большой коллектив, нуждаются вот в этой поддержке, мы решили их обеспечить. И это для нас на сегодняшний день подъемна эта цифра. И вот таким образом это решение, оно было зафиксировано, и мы, соответственно, этот подход в этом году реализуем не в ущерб относительно ранее принятых решений по поддержке семей с 5 или более детьми. Но опять же, повторяю, семьи с 8 и более детей относятся ровно к этой категории. Да. Получается, их-то на самом деле ведь и немного. Около 30, что ли, получается, многодетных семей? Те люди, которые стоят в очереди, семьи, их 9 семей. 9. Вопрос по питанию. Спрашивают, питание для школьников 5-11 класс бесплатно только для малоимущих многодетных или просто многодетные тоже могут рассчитывать на эту льготу?
Нет, ну, на самом деле эта мера направлена на, значит, детей из многодетных, малообеспеченных семей. Вот эти два критерия, они должны быть обязательно выдержаны. И вот дети, которые соответствуют этим критериям, на сегодняшний день насчитывается 11 800 с хвостиком примерно детей, которые получат в этом году бесплатное горячее питание, значит, в стандарте завтрак и обед. Понял. Спасибо. Интересует вопрос, можно ли будет потратить региональный мат-капитал на покупку БУ машины? Вот о чем тоже мы говорили. Или можно только на покупку новой? У нас 3 детей, покупку новой машины мы не осилим. Ну, на самом деле, все меры государственной поддержки, как правило, направлены на новый объект, то есть на новые отечественные машины. Ну и, конечно же, людям хочется использовать и как бы менее, ну, как бы более доступные ресурсы, но мы здесь должны понимать, когда реализуются меры государственной поддержки и за счет бюджета решаются конкретные потребности человека, будь то автотранспорт, будь то жилье, очевидно, оно должно соответствовать очень жестким стандартам, которые предъявляются вот той или иной категории. То есть автотранспорт, он должен быть исправный, надежный, технически безопасный и так далее, и так далее. То есть если про новый автомобиль мы можем это сказать, то про БУ мы этого однозначно сказать не будем. Для этого нужна очень серьезная технологическая экспертиза, подтверждение. И таким образом, получается, мы автоматически обяжем людей вот на то, чтобы они проделывали дополнительно очень много процедур. И что не является, вот, скажем, правильным и, ну, и хорошей мерой. Поэтому здесь, конечно же, я лично за то, чтобы рассматривались только новые машины. У нас серьезный блок. Правда, очень много вопросов было по линии граждан с ограниченными возможностями здоровья. Не могу не обозначить одно обращение. Это Максим Ильин, город Цивильск. Он попросил рассмотреть возможность выделить ему электрическую коляску с мотором. Там... Максим Ильин, город Цивильск. Я Максиму, прежде всего, пожелаю здоровья и хорошего, бодрого настроения. Мне кажется, вот как раз настроение – это то, что от нас зависит. А все остальное в жизни меняется. Ну, по электрической коляске, насколько я знаю, я просто еще будучи депутатом очень много этими вопросами занимался. Там есть, ну, не то чтобы серьезные, значит, определенные, значит, условия, как бы, ну, которым должен соответствовать человек. То есть это и состояние здоровья, это и, значит, физические возможности. И, ну, для этого надо, конечно же, чтобы врачи, которые имеют на это право, дали соответствующее заключение. И только при наличии таких документов, да, то есть уже службы социального обеспечения могут выделить вот такое средство передвижения для маломобильных групп. Поэтому я бы Максиму предложил обратиться вот к врачам, вот, получить соответствующую справку. И если там все в порядке, я обязательно вас поддержу, Максим. Обращает на себя внимание также обращение Сергея Валерьевича Степанова. Он инвалид-колясочник, первая группа. Здесь, Олег Алексеевич, прям реально живая история. 25 июня текущего года он прибыл в медучреждение «Томография плюс» в городе Чебоксары по направлению, которое выдала ему городская клиническая больница. Вот. Но в исследовании ему было отказано. И мотивировано это было тем, что он не ходячий, непосредственно прямого доступа к аппарату МРТ для меня нет. То есть его не предупредили и не отказали. Я понял. Значит, мы давайте вот это обращение я прошу его мне прям распечатать. Я дам, значит, контролирующим и, значит, органам надзора соответствующее поручение. Попрошу разобраться в этой ситуации. И если нарушены права заявителя, мы обязательно его права восстановим. Я, как бы, понимаю, скорее всего,
это частная медицинская организация, которая оказывает соответствующие услуги, платные услуги. И вполне возможно, там есть у них свои регламенты, но при этом они получают соответствующие сертификаты и допуски к оказанию этих услуг у органов надзора. И, очевидно, здесь они должны соответствовать вот этим требованиям, и я убежден, что здесь ни одна категория населения не должна быть ущемлена. Поэтому дайте мне это заявление, мы с этой ситуацией конкретно будем разбираться. Пожелание. Людмила, тоже из Чебоксар, спрашивает, когда в нашем городе будет построен бассейн для инвалидов-колясочников. Она является мамой особенной девочки. Врачи рекомендуют посещать бассейн до 5 раз в неделю, но возможности такой нет. Куда бы ни пришли, то бассейн на 2-м этаже, то раздевалки, до раздевалки не доберешься, то до воды не дойдешь. Другое пожелание от Дмитрия. Большая просьба обратить внимание на залив, на Певческое поле и ту часть жилого микрорайона. Нет ни одного спуска для велосипедов, колясок, хоть одной дороги. Невозможно спуститься. Ну, очень разные вопросы вы сейчас как бы объединили. Значит, по бассейнам. Значит, Людмила была, да, по-моему? Да. Значит, Людмила, я что хочу сказать. Вот все новые бассейны, которые мы сейчас строим, они автоматически оснащаются возможностью, чтобы люди, в том числе, которые маломобильные, могли, их посещать. Ну, вот вопрос отдельного бассейна специально для этой категории людей, я бы не уверен. Я готов рассмотреть, мы обязательно этот вопрос изучим, ваши пожелания, но вот сразу изначально я очень сильно сомневаюсь в такой затее. Почему? Потому что строительство бассейна – это удовольствие не очень дешевое, и, очевидно, если мы его строим, то там должно быть достаточно большое количество посетителей. Но при этом обеспечивать бассейны, возможность, и имеется в бассейнах возможность посещения людей маломобильных. Это правильная постановка вопроса. И, как я уже сказал, все новые бассейны, которые строятся, они на сегодняшний день такими возможностями оснащаются. Это речь идет здесь и о детских садах, и о школах, и, конечно же, о бассейнах, которые уже обслуживают такое взрослое население. Я думаю, я обязательно и дальше буду обращать внимание на то, чтобы вот в новых бассейнах такие возможности были, а там, где их нету, мы будем рассматривать, потому что у нас, вы знаете, бассейны сейчас почти во всех муниципальных образованиях, мы будем смотреть и рассматривать возможность оснащения дополнительно вот такими, скажем так, приспособлениями, с тем, чтобы так называемая комфортно-доступная среда была в действии повсеместно. То есть в целом эта программа у нас работает, и, очевидно, вот переделать очень быстро все, что построено раньше, очень, наверное, сложно и даже невозможно. Но вот все, что касается, опять говорю, нового строительства, мы здесь однозначно будем предусматривать сразу. А старые будем поэтапно приводить в соответствие. Спасибо. Тут у нас появляется... По заливу. На самом деле сейчас там идет реконструкция. В этом году она должна быть завершена, но в рамках реконструкции на самом деле дополнительных спусков со стороны района, получается, где у нас психологический и наркологический диспансер, я не помню, по-моему, там нету. Поэтому, но при этом хочу сказать, что после завершения реконструкции у нас в планах продолжить эту работу, сделать вокруг залива сразу несколько таких пространств, которые будут местом притяжения и местом для того, чтобы там можно было проводить в том числе различные досуговые мероприятия. Очень серьезно преобразится Певческое поле. И вот в рамках этих работ мы обязательно такие возможности предусмотрим. И позвольте, тут поступает в режиме онлайн обратная связь по тем вопросам, которые мы даже не успеваем озвучить. По городу Шумерле пишут, нужен приют для бездомных животных, почему заморозили проект?
поступает уже ответ от нашей госветслужбы. Проект создания приюта для животных без владельцев в городе Шумерле не заморожен, находится на стадии включения в республиканскую адресную инвестиционную программу. Ну, я думаю, это такие есть. Мой комментарий не нужен. Да, здесь избыточно. Можно перейти тогда к другим вопросам. Они даже, наверное, больше по инициативам. Отдельный блок вопросов мы выделили, назвали его коротко «Развитие территорий». Прошлогодняя программа «В каждую деревню по 100 тысяч» была нам, сельским жителям, очень кстати. Может, и в этом году что-то можно вытащить. Ну, вы знаете, в прошлом году Чувашская республика отмечала 100 лет со дня образования автономии. И эти 100 тысяч, они такие созвучные, были выделены ровно в связи с этим праздником. Ну, условно, чтобы каждый житель Чувашии почувствовал вот эти праздничные мероприятия, которые связаны со 100-летием образования чувашской автономии. Ну, и, очевидно, праздник у нас каждый год не бывает. И далее очень важно, конечно же, нам уже двигаться в рамках наших плановых, уже утвержденных программ. И я очень рад, что вот те 100 тысяч каждому населенному пункту, они позволили обратить внимание, если не каждого, то большинства жителей населенных пунктов на свой населенный пункт, на то, что в каком состоянии находятся те или иные общественные пространства. И как мне несколько людей сказало при личных встречах, вы знаете, говорит, мы жили и как-то даже не обращали внимания и не думали. А тут, вы, говорит, нас заставили задуматься. Вот дали 100 тысяч и сказали, говорит, реализуйте тот проект, который будет всем нужен. Да? И вот мы, говорит, тут начали задумываться, и у нас мысли дальше пошли, как дальше развивать вот такое благоустройство населенных пунктов. Я рад, и далее мы готовы поддерживать все ваши инициативы. Тем более в рамках инициативного бюджетирования у нас ежегодно все больше и больше проектов поддерживается со стороны государства. Если говорить об этом годе, это 720 проектов было первоначально запущено на реализацию. И сейчас вот буквально в ближайшее время будет выделено по-моему, еще на 52 проекта. Таким образом, более 8, ну, получается 770, да, там примерно проектов по инициативному бюджетированию в этом году будут реализованы при поддержке государства. И на эти цели направлено, если первоначально было где-то 452 миллиона рублей, то сейчас будет выделено еще дополнительно, ну, вернее, не дополнительно, ну да, дополнительно 27 миллионов рублей. Таким образом, мы последовательно поддерживаем вот такого рода инициативы, когда жители того или иного населенного пункта собираются, планируют благоустройство своих населенных пунктов, ну и соответствующим образом выстраивают планы реализации этих инициатив. То есть здесь поддержка и дальше будет таким же образом реализовываться. Спасибо. Два вопроса объединяют город Новочебоксарск. Ирина Васильева, она работает не в Чувашии, но когда приезжает, наблюдает и за реконструкцией спорткомплекса, и вот здесь также обращает внимание на работавший ранее кинотеатр. Сейчас здание уже давно стоит, и город остался без него. Куда ходить молодежи, школьникам смотреть кино? Стыдно за город, ведь это не деревня. Другое обращение, тоже по Новочебоксарскому, предлагают, наоборот, и выступают с инициативой сделать велосипедные дорожки от ГЭС до санатория Чувашии, от Новочебоксарска до Нового города. Ну, хорошая инициатива. Все инициативы, они заслуживают, скажем, внимательного изучения и, конечно же, соответствующего отношения. Но в народе есть и другая поговорка: инициатива наказуема. И, конечно, было бы очень хорошо, если те инициаторы, которые просто подают ту или иную инициативу, еще и активно участвовали в реализации этой инициативы. А мы бы соответствующим образом поддержали бы в ходе реализации этой инициативы, потому что на самом деле проблем намного больше.
И мне тоже очень обидно за город Новочебоксарск, который в советское время был центром притяжения чебоксарцев, и туда ездили и погулять, и товаров покупать, и еще много для чего. То сегодня город Новочебоксарск, к сожалению, находится в том состоянии, в каком находится. И мы со своей стороны, правительство Чувашской Республики, зачастую на сегодняшний день в инициативном порядке принимаем решения по реализации того потенциала, который есть у города Новочебоксарска, прежде всего в экономическом развитии. И где-то подталкиваем администрацию с тем, чтобы администрация принимала те или иные решения, которые позволят в будущем серьезно поменять ситуацию. Ну а далее за счет этих вот таких подталкиваний очень надеемся и будем требовать, чтобы инициативы, они шли в таком ключе, чтобы вот облик города менялся и содержательно, в том числе, чтобы заработал кинотеатр, чтобы появились иные территории, общественные пространства, которые будут излюбленными местами для горожан. Ну и соответствующим образом будет развиваться. По велосипедным дорожкам это замечательная идея. Они, конечно же, они в планах есть. Есть в планах велосипедная дорожка и в Заволжье, есть и здесь, от Чебоксары до Новочебоксарска. Но это все проекты дорогостоящие, во-первых, а во-вторых, требующие очень серьезной проработки. Поэтому, конечно же, они за один день не будут реализованы. Но в целом эти видения есть, над ними сейчас работа идет. И как минимум по Заволжью от ГЭСа до гостиницы Чувашия, там было написано, на самом деле в проекте даже не до гостиницы Чувашии, дальше должна уйти эта велотрасса, по-моему, там 10 километров с лишним планировалось. Его есть желание запланировать, тем более мы уверены, что после того, как придет газ в Заволжье, эта территория очень быстро будет развиваться, застраиваться. Ну и здесь нам очень важно, конечно же, вот учесть, с одной стороны, такие объекты, как велодорожка, ну и, конечно же, сохранить вот эту уникальность этой территории, что вот первозданную природную красоту, чистоту экологии, но при этом создать комфортные условия и для любителей спорта, ну и для жителей, которые выберут место жительства или уже живут за территорией, вернее, на территории Заволжья. Здесь поднимается речь еще об одном кинотеатре, но на этот раз уже чебоксарском. Это кинотеатр «Октябрь», «Мега Галакси». Сообщают, пустует, выставлено на продажу и никому не нужно. Предлагают рассмотреть вопрос организации либо детских. Как смотрите на это вообще? Я положительно смотрю. Если вот этот заявитель изъявит желание, мы его обязательно поддержим. Значит, на сегодняшний день Мега Галакси – это частная собственность, которая реализовывается в рамках конкурсного производства либо иных процедур. И, очевидно, вот просто так прийти и принять решение вот за кого-то, это же примерно то же самое. Я к вам приду сейчас домой и скажу, давайте в вашей квартире тут вот мы переделаем вот здесь вот так вот здесь вот так вот, и здесь будут жить вместе с вами там еще кто-нибудь. Да, там. Это коворкинг примерно то же самое. Вы же не согласитесь? Ну, примерно то же самое и здесь, с Мега Галакси. У него есть хозяин, но есть собственник. Это с какой стати там придут органы власти и скажут, давайте-ка мы будем распоряжаться вашим имуществом. То есть здесь надо разумно подходить. Есть вещи возможные, реальные, а есть вещи недопустимые. То есть у нас Конституцией жестко охраняется право собственности и ряд других свобод и прав граждан. И никому недопустимо нарушать их. Поэтому здесь есть порядок, но если заявитель хочет реализовать этот проект, то есть тут юридическая-то какая норма может быть? Если либо собственник, либо кто-то, выкупив это помещение, предложит реализовать, будем активно участвовать в этом процессе и поддерживать такие проекты. Спасибо. Сигнал СОС у нас поступает из Урмар. 11 мая там был пожар. Сетуют, почему все по республике пошли в отказ в помощи в жилье или финансовой помощи. Семьи остались на улице без крыши.
Ну, такого быть не может. Я думаю, что органы местной власти не могли не реагировать в рамках установленных мер поддержки, потому что есть четко установленные законодательством меры поддержки при тех или иных формах ущерба. И там заложены четкие критерии. И очень важно здесь как бы учитывать, что когда принимаются те или иные решения по поддержке, они должны лежать и соответствовать нормам законодательства. Тут никто не играет в хотелки. Но вообще я бы обратился к гражданам активнее использовать механизмы страхования. То есть на сегодняшний день механизм страхования, он как раз позволяет вот очень быстро реализовать восполнение утраченного в случае, если это произошло по независящим от вас причинам. Но если это был, допустим, умышленное, я не говорю, что здесь было так, да, там, то есть как бы страховая компания тоже смотрит, прежде чем возмещать, насколько это страховой случай. Мы здесь должны вот эти моменты как бы тоже четко учитывать. И за свою жизнь все-таки, если мы говорим о том, что мы имеем права, надо нести ответственность. Но, тем не менее, мне передайте вот это обращение, мы посмотрим, какие меры поддержки были оказаны и насколько они соответствуют тем нормам по оказанию таких форм поддержки. Обязательно мы это разберемся, но при этом если, значит, органы местного самоуправления не отреагировали, мы обязательно как бы здесь разберемся, да? Но при этом, я еще раз говорю, все это должно быть в рамках установленных законодательством норм. Олег Алексеевич, вопрос в языке. Я зачту. Чуваш Чильги Сунзе Бырать Харушлова сказал. Мэньбур Щамрак выросла глажать. Паянги Хурмала Чувашла образовательная система на улышмала. Что думаете? Чувашла мала? Да, Чувашла. Ну, я вот не знаю, сколько нас человек смотрит, и насколько вот у нас все-таки два государственных языка. Я-то свободно говорю на обоих, и здесь никаких проблем не вижу, но все-таки давайте отвечу на русском. На самом деле у нас второй государственный язык – это родной язык, чувашский язык. И здесь, конечно же, мы заинтересованы для того, чтобы чувашский язык не просто сохранялся, но и развивался. К сожалению, я соглашусь с заявителем о том, что есть такие угрозы, когда, значит, угрозы того, что язык все меньше и меньше применяется у нас в таких простых жизненных ситуациях. И для того, чтобы этого не допустить, буквально за последний год предпринято очень много мер. Во-первых, учрежден специально подпрограмма сохранения и развития чувашского языка. Далее в рамках этого реализуется очень много мероприятий. То есть учрежден специальный праздник вышивки, День вышивки. Мы прекрасно знаем, с Днем вышивки связано очень много чувашских традиций. И сейчас проводится целый комплекс мероприятий по празднованию и популяризации чувашского языка и чувашской культуры. Я очень рад тому, что у нас есть чувашское телевидение на чувашском языке, и у нас есть чувашское радио на чувашском языке, у нас издаются газеты на чувашском языке, издаются книги на чувашском языке. И это все делается ровно для того, чтобы остановить процесс, скажем так, уменьшения применения языка. С прошлого года мною дано жесткое указание: все объекты социального, культурного значения, образовательной сферы при реконструкции, после реконструкции, при вводе в эксплуатацию должны обязательно, значит, оформляться таким образом, что здесь это учреждение находится на территории Чувашской республики. Чувашский орнамент, чувашский язык, соответствующая стилистика. И на сегодняшний день утвержден единый брендбук оформления этих, значит, учреждений. Далее у нас последовательно идет наращивание присутствия в городе Чебоксары, столице Чувашской республики,
чувашских символов и значит, соответствующих традиций. Вы знаете, вот впервые при оформлении Нового года в прошлом году была поставлена тухья, которая это чувашский головной убор. И, конечно же, это очень здорово. И когда приезжают гости и туристы, они сразу же обращают вот на этот элемент, особенно в ночное время. Естественно, название улиц и так далее. Но самое главное, эта работа и дальше будет продолжена. И поэтому, на мой взгляд, мы должны делать все, чтобы вот, чувашский язык больше применялся. И здесь, вот я убежден, нам надо делать упор не на изучение грамматики чувашского языка, а на знание языка и на его применение в повседневной жизнедеятельности. Вот лично я для этого стараюсь делать очень много в рамках своих возможностей, в рамках своих знаний. И здесь я благодарен своим помощникам, вот и вам тоже, Борис, вот, твоим коллегам, ребятам-журналистам, что мы уже делаем с вами второй проект, посвященный вот, чувашскому языку, секретам чувашского языка. Первый проект это был руны, как бы был посвящен рунам. Сейчас это больше такое знание языка в разрезе тех или иных направлений жизнедеятельности. И мне очень приятно, когда я получаю отзывы, что вот такие передачи, вот, скажем так, стимулируют людей узнавать больше о чувашском языке, больше применять ну, хотя бы отдельными словами и словосочетаниями чувашский язык в своей жизнедеятельности. Я думаю, если мы так будем двигаться, буквально через 5 лет совершенно другая будет ситуация и с применением чувашского языка. Я уверен в этом. Лично я, значит, разговариваю и постоянно даю и интервью на чувашском языке с удовольствием. И горжусь тем, что я являюсь чувашом. И об этом громко заявляю на любой площадке, хоть российского, хоть и международного уровня. И призываю всех таким образом поступать и всячески популяризировать и язык, и культуру, и традиции. Спасибо. Ну, зрителям и пользователям соцсетей мы напомним, что Олег Алексеевич сейчас только что говорил о проекте «Живой язык». Серии из этого цикла можно посмотреть на вашей личной странице в Инстаграме. Они, как правило, выкладываются раз в неделю. Советуем, не пожалеете. Правда, очень интересный продукт. Продолжим, наверное, по теме образования. Станислав Григорьев обращается. Нельзя ли больше ввести в систему подготовки в среднем профессиональном образовании дуальное обучение? Ведь за счет этого можно закрыть вакансии, экономить бюджетные деньги, больше можно пополнить внебюджет образовательного учреждения. Лучше будет связь. Совершенно прав. Как вы сказали? Станислав. Да, Станислав, вы совершенно правы. Мы ровно таким путем и движемся. И мало того, что мы уже примерно аналогичный подход начинаем внедрять уже со школьной скамьи. То есть мы сейчас идем по пути ранней профориентации школьников и планируем создавать целые образовательные площадки, таких ориентированных по отдельным направлениям. Вот такой планируем создать уже в этом году, посвященный агрообразованию, когда на площадке будут сконцентрированы компетенции высшего образования, науки, бизнеса, который осуществляет свою деятельность в этой сфере. Ну и, конечно же, ввиду того, что это на территории школы, самой школы. Таким образом, мы за счет вот такого взаимного проникновения мы обеспечиваем, скажем, очень качественные знания уже у старшеклассников и их приход либо в высшее, либо среднепрофессиональное образование уже достаточно знающими предмет людьми. Ну а с точки зрения дуального, вот буквально последний месяц мы работаем над тем, не просто, чтобы это происходило, значит, как вуз-предприятие, а организовать сам образовательный процесс по отдельным направлениям. Вот мы сейчас, в частности, взяли швей уже на площадке самих предприятий. И таким образом мы объединяем сразу 3 программы. Первая – это программа среднего профессионального образования, то есть их лицензия.
они обучают совместно с предприятием прямо на площадях предприятия, потому что там технологии, на которых уже будут работать эти швеи завтра после получения соответствующего диплома. А дополнительно финансируем, чтобы это было подъемно для всех, за счет источников, источников обеспечения занятости населения, потому что там у нас есть соответствующие средства. Таким образом, как раз мы повышаем эффективность использования средств и направляем их на поддержку конкретных людей через получение им конкретной профессии для удовлетворения нужд конкретного предприятия. Все зациклено, да. Да. Возвращаемся к нашему телеграм-чат-боту. Тут мы вроде как и отошли от экономики, но, может быть, вернемся, Олег Алексеевич. Пишет предприниматель, возможно, предприниматель Дмитрий Митин. Почему другие регионы, Удмуртия, Ульяновск, дают предпринимателям другие возможности по налогам? Налоги в этих регионах ниже, чем у нас. В Удмуртии до 31 декабря 2022 года снижены ставки по УСН от 1 до 5. У нас 5 и 12. Для тех организаций, кто согласится перерегистрироваться в Удмуртии. Может и нам сделать то же самое и не терять своих предпринимателей. Но здесь речь, наверное, о бизнес-миграции. Нет, ну, на самом деле, значит, не до конца изучили заявитель ситуации с налогообложением в Чувашской Республике. У нас тоже снижены ставки, у нас тоже снижены. И причем у нас для отдельных направлений они снижены бессрочно. Бессрочно. То есть отдельные направления – это те направления, которые важны для диверсификации экономики. Это прежде всего научные изыскания и инновационная деятельность, это обрабатывающая деятельность и IT-направления. Вот 3 направления мы вообще снизили бессрочно и навсегда. И никаких сроков не надо, и неважно, перерегистрируешься или регистрируешься. А и для всех остальных, ввиду того, что мы в прошлом году в рамках ковида снизили эти ставки ровно до названных значений, мы их продлили до конца этого года. Также аналогичные ставки. Дальше мы их поэтапно поднимаем до определенных уровней, но при этом это будет происходить плавно, так, чтобы не было резкой нагрузки на бизнес. Здесь, если посмотреть в комплексе, мы знаем ситуацию и в Ульяновской области, мы знаем ситуацию и в Удмуртской области, мы постоянно изучаем все решения коллег, уважаем их решения, но при этом, хочу сказать, любая картина состоит из многих деталей или система. И вот если посмотреть налоговую систему Чувашской Республики в комплексе, как она влияет вот в целом в течение года на бизнес, у нас очень комфортные условия, они очень конкурентные с точки зрения, скажем так, потребностей предпринимателя к налоговой системе, с налоговыми системами названных регионов. А учитывая те формы поддержки, которые сейчас мы реализовали, их доступность, мобильность, а самое главное, простота их применения, то здесь мы уже далеко уходим от названных коллег. То есть мы интересны, можем быть. Мы, самое главное, нацелены на поддержку предпринимательской инициативы. Наша цель, и вся система на сегодняшний день настраивается таким образом, чтобы каждая бизнес-идея была оценена должным образом, чтобы каждой бизнес-идее оказана поддержка в нужный момент в соответствующей форме, и чтобы каждый инвестиционный проект сопровождался, исходя из специфики этого инвестиционного проекта. Мы сбились, у нас была тема образования, детства. Наверное, посмотрим еще один видеовопрос. Когда построили детскую площадку? При царе Горохе, наверное, да? Вон у Оли спрашивает. А я откуда? При Советском Союзе, наверное, еще. 20 лет. Никакого изменения, да. Вот баскетбольный с кольцом вот погнутый. Качели. Вот в таком состоянии плачевном. Вот такая вот каруселька. Не едет. Ой, все, менять срочно. Такая дырявая крыша, навес. Площадка нужна? Конечно, вот рядом школа. А как в этом доме много детишек живут? Вот здесь вот. Школьники ходят, все равно катаются.
Ну, речь здесь идет... какой город? Это Козловка. Это Козловка. Это обращение многодетной мамы. Они говорят, что вокруг вот одного дома там достаточно много детишек, и, конечно, им нужно вот... Нет, ну, на самом деле, конечно, такие картины есть, но есть на сегодняшний день и другие картины, которые появляются благодаря реализации программы «Комфортная городская среда», это федеральная программа, и программе обустройства дворов и тротуаров, это уже наша республиканская программа. И в совокупности в течение вот уже последних, вот в прошлом и в этом году благоустроены и изменены облик сотен, а может даже тысяч дворов. И здесь надо, опять же, исходить из того, что мы, когда начали эту программу в прошлом году реализовывать и увидели эффективность, решили продлить его еще на 3 года. Как раз понимая, что вот останутся много дворов вот именно вот такого вида. Поэтому очень важно, чтобы и жители, и администрации четко запланировали. Ну и, конечно же, я попрошу от администрации города Козловки, Козловского района довести до жителей, когда их двор преобразится. Ну и, конечно же, когда мы с вами приоритизируем, когда планируем, конечно, в первую очередь ставить надо вот такие дворы, которые ну, совсем плохо выглядят, и в первую очередь их приводить в порядок. Вот здесь, может быть, вот в этом есть какая-то недоработка, но я соответствующие установки дам и значит, министру строительства, архитектуры и жилищного коммунального хозяйства, чтобы он на это обратил внимание. Но еще на что хотел бы обратить внимание, но вот в прошлом году, когда мы выделили деньги, мы в прошлом году, кстати, 1,5 миллиарда выделяли, но, к сожалению, многие муниципалитеты не справились с этими задачами. Хотя, видите, дворы в не очень хорошем состоянии. И в этом году есть угрозы, что некоторые муниципалитеты не справятся. То есть, что значит не справиться? То есть деньги выделены, соответственно, эти деньги не направляются на реализацию конкретных проектов. И вот здесь я бы хотел обратиться еще раз к главам администрации. Мы вот буквально тоже на днях очень плотно обсуждали этот вопрос. И есть огромное желание там взять, деньги отобрать, направить на другие приоритетные, потому что много задач надо решать. Но вот когда видишь реально вот такие картины, а я их вижу очень часто, потому что я постоянно двигаюсь по республике, то, конечно же, ну, где-то рука не поднимается, где-то, значит, вот эмоции возникают. И здесь мы сейчас проведем соответствующую работу с главами, с тем, чтобы, с одной стороны, было вот как раз четкое планирование и приоритизация, а с другой стороны, чтобы те средства, которые выделяются, чтобы они эффективно использовались на решение вот этих задач. Но когда, извините, пожалуйста, деньги есть, они не осваиваются, а при этом такие дворы, ну кто виноват? Трудно сказать. Но при этом хотел бы уже обратиться ко всем жителям и сказать, что дворы, конечно, мы будем планово приводить в порядок, и это мы сделаем по четким стандартам. Значит, оснастим дворы вот теми объектами, которые необходимы вам для повседневного жизнедеятельности. Но при этом хотел бы обратиться, конечно же, что уже ваша задача их сохранять в надлежащем виде. Ну, определенным образом обслуживать их либо напрямую, либо через управляющие компании. Потому что очень часто так бывает, когда приходят вот такие объекты, к ним относятся, ну, я не знаю, как-то, ну, так, как будто это не свое, как бы ломают на следующий день, там вырывают, но вот здесь тоже хотел бы, чтобы вы были хозяевами своих дворов и по-хозяйски относились. Поэтому еще раз фиксирую, мы программу продолжим и будем и дальше реализовывать, приводить в порядок все дворы, в том числе в городе Козловка, но при этом давайте мы с вами вместе выработаем такие подходы
сохранение этих уже сделанных и приведенных в порядок дворов в надлежащем состоянии, чтобы они были и красивые, и безопасные, ну и как можно дольше служили нам. Спасибо. Ну, чтобы отфиксировать, подобные обращения были из города Чебоксары. Ольга Муратова, улица Эльменя, 20, двор, округ номер 8. Также посмотрите, коллеги. Возможно, чем-то возможно будет помочь. Другой вопрос, Олег Алексеевич. Светлана Геннадьевна Конышева, Канаш. Во всех СМИ говорят о компенсации летнего отдыха детей, но у многих родителей такой компенсации нет, так как дети уехали в лагерь в первые и вторые смены. Механизм компенсации был не проработан тогда. Мы оплатили путевки, но ничего не получили. Повторные или как? Что повторно или как? Они оплатили путевки на 2 детей, в ее части, по карте МИР. Школы торопились с оплатой, в реестре этих лагерей еще не было. Нам сказали, что все вопросы по компенсации можно решить после 15 июня. Да, совершенно верно. Но оказалось, сначала нужно было ввести код лагеря, а теперь, чтобы получить возврат от стоимости, нам предлагают оплатить второй раз. Значит, как зовут? Светлана Геннадьевна. Ну я обращаюсь к Светлане Геннадьевне и ко всем другим, которые испытывают соответствующие проблемы. На самом деле, была ситуация такая. Когда, открылась продажа путевок лагеря, еще на самом деле этого механизма не было. И многие оплатили, прежде всего, первую смену. Я думаю, что первую смену. Второй смены меньше всего касалось. Впоследствии, когда появилось решение о компенсации путевок отдыха в лагерь детей, было принято 2 очень важных решения. Первое, что все, кто оплатит после принятия решения, автоматически за короткое время получают возврат денег на свою карту МИР, если они оплачены картой МИР должным образом. Те, кто оплатили до принятия этого решения, после 15 июня на соответствующем ресурсе должны оформить соответствующую заявку и подгрузить все необходимые документы. То есть, почему после 15 июня? Потому что после 15 июня уже есть как раз и коды лагерей, и все лагеря уже зарегистрированы в системе. Просто-напросто правильно надо оформить все графы, подгрузить все необходимые документы и кэшбэк. Но это, конечно, происходит чуть дольше, чем когда оплачивался уже вторая и дальше третья смена, когда это происходит практически мгновенно. Но при этом это происходит. И я тоже такой же родитель, я могу сказать, я также воспользовался этими механизмами, но вроде как все без боев. Здесь просто надо быть внимательными. Там 20% возврата, да, вроде? 50%. 50% идет. По детям. У нас 2 обращения. Они оба по Чебоксарам. Катерина Никитина, микрорайон Ясная Поляна, и Оксана Осипова, Чебоксары, не указан микрорайон, просит перевести детей из одного садика в другой. В первом случае, получается, идет отсылка на закон о зачислении братьев и сестер в одну школу. И просит из 145-го в 210-й. Во втором случае 3 детей и живут, получается, они в Новоюшке, а в садик нужно в северо-запад. Тоже логистически непонятно. Можем ли как-то помочь? Нет, конечно, мы посмотрим. И, знаете, всегда есть огромное желание помочь каждому, кто обращается, потому что, очевидно, если люди обращаются, это, их волнует, тревожит и доставляет определенные неудобства. Если в первом случае, на самом деле, по закону, там есть закон, который вступил в силу, и он дает приоритетное право, зачисления. Но здесь надо, опять же, отметить, что при первичном зачислении, в то же самое образовательное учреждение, где учатся или получают образовательный процесс старшие дети, здесь, несомненно, эта норма закона должна исполняться и достаточно проще. А во втором случае
здесь надо просто разобраться, почему люди живут в Новоюжном, вдруг пошли в северо-западный район. Потому что, очевидно, как правило, когда садик предоставляется, место в детском саде, оно предоставляется максимально близко к месту жительства. Ну и если просто, значит, заявители зарегистрированы, может, юридически в северо-западном районе, может, это поэтому так произошло. Но давайте будем разбираться. Мне просто передавайте, и будем разбираться, и будем реагировать в рамках, соответственно, действующего законодательства. И у нас, наверное, уже будет последний вопрос, касающийся темы детства, видеовопрос. Это Ядринский район. Олег Алексеевич. Я, Григорьева Ирина Вячеславовна, ветеран педагогического труда, почетный работник общего образования Российской Федерации. Учитель начальных классов в Персирландской школе проработала 39 лет. Надеюсь, что наши дети, наши внуки будут учиться в новой современной школе. У меня такой вопрос. Когда начнется строительство нового здания школы детского сада в центре поселения? Персирландское поселение, Ядринский район. Ну, вы знаете, я вот так сходу не смогу сейчас ответить. Когда начнется, мы давайте разберемся. Я записал, мы ответим заявителю о ситуации. На сегодняшний день мы просто, в общем, если сказать, в общем, вот конкретно, я уже сказал, ответим. В общем, у нас есть четкое понимание о потребности мест как в детских садах, но и в целом по строительству школ, исходя из того, где сколько детей учатся, и понимание того, как у нас идет демографическая ситуация. Мы с вами должны понимать, если мы строим какой-то объект, он должен функционировать эффективно, прежде всего с точки зрения предоставляемых качества, ну, предоставляемых соответствующих услуг с точки зрения качества. И поэтому здесь очень важно, чтобы для этого и количество детей было соответствующим, ну и под эту потребность был укомплектован соответствующий штат сотрудников. Вот исходя из этого принципа, у нас на сегодняшний день настроена программа строительства и программа, скажем так, реструктуризации или перестройки всех образовательных учреждений. Я уже вначале сказал, что у нас более 50 школ сегодня проходит полный капитальный ремонт. И здесь на самом деле даже не просто капитальный ремонт, а мы создаем абсолютно новый формат экосистемы вокруг каждого образовательного учреждения, где не просто новые здания, но будут совершенно нового формата классы, ну и те сопутствующие объекты, которые могут позволять детям развиваться и физически, и духовно, ну и культурно, конечно, с учетом всех современных требований и стандартов. Исходя из этого, будем развивать все объекты, ну и в том числе, если речь идет о детском саде в Персирландском сельском поселении, ровно такой же подход и будет применен. Поэтому мы обязательно изучим ситуацию, обсудим с главой администрации и района Ядринского, и Персирландского сельского поселения потребность, ну и все другие организационные вопросы, а заявителю ответим, значит, по существу. Да. Олег Алексеевич, перейдем, наверное, к теме жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства. Первый вопрос. Оксана Иванова спрашивает по концессии СТ+. Оценивали ли соглашение эксперты, были ли общественные слушания с выступлениями экспертов, представителей Т+, общественных деятелей? Какие гарантии и ответственность Т+ предусмотрены? Да, конечно, были. Это очень серьезный процесс, концессия, и очевидно, когда мы его заключаем, мы проводим очень всестороннюю оценку. Всесторонняя оценка, конечно, заключается прежде всего оценка экспертная.
что, как, почему, когда надо делать, с тем, чтобы этот объект был, скажем, безопасный, а самое главное, чтобы он обеспечивал нужды населения. Вот. И, насколько мне известно, конкретно вот эта концессия Т+, она обсуждалась с привлечением общественности, населения 3 раза. Значит, и как минимум 1 раз на собрании депутатов с привлечением экспертов, более глубокое обследование. Естественно, до этого члены правительства, администрации города Чебоксары и Новочебоксарска собирались неоднократно и обсуждали подходы и вырабатывали конкретные направления его реализации. Поэтому здесь изучены были детально все обстоятельства. И исходя из интересов жителей, исходя из текущей ситуации, а текущая ситуация какая? На сегодняшний день 40% жителей Чебоксары напрямую платят за теплоснабжение Т+. 60% платят, значит, теплосети города Чебоксары. При этом те 40%, которые платят Т+, они уже на сегодняшний день платят на 20% дешевле, чем теплосети. При этом мы видим, что теплосети не способны сегодня очень быстро модернизировать те активы, это котельные, теплосети, которые дырявые, и доставить тепло без потерь. То есть ситуация все ухудшается. И здесь 2 пути. Либо мы все это очень быстро модернизируем, поэтому на это надо тратить большие средства, а их нету. Либо мы объединяемся с Т+, тем более разделение на 2 части города, оно как бы соответственно и происходит. Тем более у Т+, на сегодняшний день главная генерирующая компания – это ТЭС-2, который как раз обеспечивает 40% населения города Чебоксары. И в этой ситуации в рамках объединения и, прежде всего, личного или там их желания вот, участия вот в такой программе Т+, было целесообразно, объединив усилия, привести в порядок все теплосети, оптимизировать количество котельных, привести их в современный стандарт с тем, чтобы они, потребляя определенного количества газа, выдавали большее количество тепла, а сегодня все происходит наоборот. Ну, вот таким образом пришли к выводу, что это будет более правильный подход. Но при этом ситуация, естественно, оценивалась с точки зрения надежности нашего партнера и соответствующих санкций в случае нарушения тех направлений наших совместных действий. То есть, если партнер нарушает программу модернизации, если партнер нарушает иные договоренности, то предусмотрены серьезные штрафные санкции на партнера, то есть на Т+, и вплоть до расторжения, естественно, нашего конституционного соглашения. И главная задача, я еще раз говорю, в кратчайшие сроки модернизировать тепло и не прийти через некоторое время к более критической ситуации. А такая угроза есть. Такая угроза на сегодняшний день есть. Если быстро не модернизировать, то, очевидно, убытки предприятия МУП «Теплосеть» и дальше будут увеличиваться, они будут накапливаться, а дальше опять очередное банкротство. И мы должны будем решать уже ситуацию в режиме чрезвычайного ситуации. Конечно, лучше ситуацию не доводить до этого, а планово двигаться, и чтобы это было приемлемо для населения. А вот концессия ровно таким образом настроена, что цены будут расти в рамках инфляции, не больше, чем индекс дефлятора. Но при этом программа модернизации будет осуществлена ускоренно, и тем самым будет обеспечено надежное теплоснабжение на долгосрочный период. Спасибо. У нас, как и ожидалось, большой блок вопросов водоснабжения. Я, наверное, просто обозначу пункты населенные. Скорее всего, тут ответить лучше в общем, в целом по республике. Янтиковский район, село Можарки, деревни Нижний Яуш и Ядринского района и Марпасад. Но Марпасад обращает внимание именно на проблему горячей воды.
там непростая ситуация. В целом, какие у нас подходы? Ну, все эти деревни, мне они известны, все проблемы, потому что мы последний месяц перманентно занимаемся проблемой водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения. Если по Марпасаду, я знаю, что работы были запущены, но, к сожалению, подрядчик оказался недобросовестный, сейчас застряли в судах. Будем разбираться и, естественно, будем дело доводить до конца. По Можаркам на сегодняшний день, значит, деньги выделены на реализацию там проекта, причем деньги были выделены дополнительно в этом году 190 миллионов рублей на реализацию 9 проектов в 5 муниципальных образованиях, в том числе село Можарки Янкинского района, там два населенных пункта были выделены. Я другой населенный пункт сейчас не припомню, если бы сказали, я вспомнил бы. Значит, и это Чебоксарский район, несколько объектов, ну и другие муниципальные образования. Эти 190 миллионов мы выделили дополнительно, как уже было высказано, к дополнительным деньгам, которые были направлены на водоснабжение в целом по Чувашской республике. А есть такая программа по обеспечению населения Чувашской республики качественной питьевой водой. И надо сказать, если в 2020 году на эти цели было выделено 18 миллионов рублей, то в этом году изначально было выделено более чем 800 миллионов рублей. То вот сейчас мы выделили сначала дополнительно 190 миллионов рублей, вот, в том числе на село Можарки. Это на те объекты, которые кричали, я бы так сказал. А они почему кричали? Потому что там была критическая ситуация давно, и люди страдали от отсутствия воды в принципе, особенно в зимний период. А в этом году, вот летом у нас обострилась ситуация. И самое главное, эти 9 проектов были, значит, разработаны с участием денежных средств населения. И поэтому было принципиально принято решение реализовать их в текущем году. Помимо этого, вот у нас на сегодняшний день реализовывается 87 проектов по водоснабжению в рамках инициативного бюджетирования. Я цифры общие говорил до этого, а вот 87 объектов, они реализовываются в области водоснабжения. Это тоже критические объекты для населения, потому что люди проголосовали своими деньгами за реализацию этих проектов. Вот сейчас на втором этапе, когда мы начали рассматривать проекты по инициативному бюджетированию в рамках уже экономии средств, зафиксировали, что из тех 150 проектов, которые были поданы на участие в экономии, еще 36 проектов они уже не попадали в эти, значит, в эти 50 миллионов. Тоже это, значит, проекты, которые направлены на водоснабжение. И отчасти они решают те проблемы, которые обозначены в этих вопросах. Это Порецкий район, это Шумерлинский район, это Янтиковский район, это Маргаушский район, Чебоксарский район. И мы выделили дополнительно 27 миллионов рублей на то, чтобы эти 36 проектов, наряду с теми 16, которые уже попали в те число 50 миллионов, то есть 52 дополнительных еще проекта, будут реализовываться за счет выделения дополнительных средств в области водоснабжения. Кроме того, значит, по программе замены водобашен. В прошлом году у нас 189 объектов было реализовано, 200 миллионов рублей на это было выделено. В этом году первоначально было выделено 100 миллионов рублей на эти цели. И было одобрено и взято в реализацию 99 проектов. То есть за пределами этих цифр остались еще 58 проектов, потому что поступило всего 157 проектов. Но при этом значит, 29 проектов, они были готовы к реализации, то есть остальные не соответствовали требованиям по разным причинам. Где-то собственника не было, кто-то где-то еще чего-то. И вот на эти 29 проектов мы выделили еще 28 миллионов рублей, потому что они тоже лежат в числе тех объектов, которые будут решать проблемы, которые возникли в течение этого летнего жаркого периода. Таким образом, мы существенно увеличили финансирование вот этих объектов для того, чтобы критические болевые точки, которые обострились этим летом, они были решены. Ну и, конечно же, чтобы они не возникли зимой. Но кроме этого, мы планово работаем над программой в целом водоснабжения и водоотведения, значит, жителей Чувашской республики. И здесь
сейчас разработан принцип единого подхода решения этого вопроса, когда по единым стандартам мы обеспечиваем качественной питьевой водой через централизованные источники, ну и, конечно же, надо воду сразу отвести. Отвести так, чтобы это было безопасно для экологии. И вот эти все решения на сегодняшний день разрабатываются через унифицированные технологии с тем, чтобы они были понятны, чтобы их можно было автоматизировать и за счет этого удешевить и организовать процесс более эффективно. Ну и здесь, конечно же, у меня просьба главам администрации ускориться. Задача эта поставлена уже неоднократно по приведению в порядок собственности всех этих объектов. Потому что так же, как и, значит, с дворами, здесь, если мы создаем эти объекты, они должны иметь своего хозяина, а хозяева, естественно, являются те люди, которые потребляют воду из этих объектов, ну и, конечно же, их надо дальше содержать в рабочем, надлежащем состоянии. Спасибо. Тут тема дольщиков. Наталья Сергеева, Чебоксары, по вопросу застройщика «Альянс недвижимость» сообщает, что не ведется работа. Они платят ипотеку, ждут. И микрорайон Кувшинка обращает на себя внимание. Тоже медленно строятся дома. По дольщикам работа ведется последовательная и очень планомерная. У нас на сегодняшний день есть 14 объектов, которые находятся в реестре. И по каждому объекту, то, конечно же, разная ситуация. По «Альянс недвижимости», насколько мне известно, на сегодняшний день, значит, дело находится в суде. К сожалению, нам пришлось пойти по линии банкротства. И вот заявителю, конечно же, придется еще подождать. Но квартиру мы достроим. Квартиру мы все равно достроим. И мы его предоставим. Потому что на сегодняшний день механизм достройки домов через фонд защиты прав дольщиков, он в действии. Он в действии, но есть разные пути достройки. Если, допустим, по злополучному объекту в Соляном, где объект остановился на стадии фундамента, на сегодняшний день уже работы начаты за счет фонда, там иной чуть-чуть механизм был запущен, то в случае с «Альянс недвижимостью» мы идем по пути банкротства. И, по-моему, суд состоится в августе. Но при этом явно прослеживаются махинации и неправомерные действия со стороны застройщика. И возбуждено уголовное дело по расследованию обстоятельств и наказанию, в том числе привлечению к субсидиарной ответственности застройщика для того, чтобы, скажем, вернуть деньги, которые ушли с объекта не в том направлении, я бы так сказал. А в случае с лидером у нас, слава богу, ситуация пошла по более легкому варианту. Тоже была угроза банкротства. В прошлом году мы собирались неоднократно. Как минимум 5 только под моим руководством было проведено совещание с тем, чтобы найти решение, достройки этих объектов. Их там несколько. И, к сожалению, мы в какой-то момент, уже потеряв надежду, подали иск о банкротстве. Пошли тоже по банкротству, и был бы очень длинный путь. Потому что через процедуру банкротства, к сожалению, для того, чтобы достроить объект, нужно где-то 1,5-2 года минимум. Минимум, потому что это регламентные нормы в рамках законодательства. Но в последний момент строительная компания «Лидер» изыскала возможности, доказала состоятельность достроить все дома до конца 2022 года. Все дома до конца 2022 года, а их, по-моему, там 6 объектов, около 1000 дольщиков в совокупности. И поэтому сегодня там работа идет в плановом режиме. И когда застройщик доказал, что он в состоянии достроить эти объекты, мы отозвали наше заявление о банкротстве, потому что это было возможно, потому что еще не была запущена процедура. Все кредиторы, которые совместно с нами, мы выступали в интересах дольщиков, значит, помимо этого были кредиторы, в том числе Федеральная налоговая служба, согласились с таким подходом. И мы
мы сейчас очень тщательно контролируем ход реализации тех соглашений, которых мы достигли в рамках вот данной процедуры. И в целом работы ведутся по плану, и я убежден, последний объект будет введен, по-моему, в третьем квартале 2022 года, и каждый дольщик, который участвовал в строительстве этих объектов, получит свою заветную квартиру. Спасибо. Транспорт. Один из главных треков здесь сообщение между Чебоксаром и Новочебоксарском. Кто-то интересуется действующей маршрутной сетью, но есть и вопрос по запуску скоростной трамвайной линии, которая, как сообщают, еще была в генплане заложена в свое время. Как можете оценить эти перспективы? Значит, по перспективам, то, что транспортную систему надо перенастроить, в том числе в сообщении между Чебоксаром и Новочебоксарском, это даже не обсуждается, это уже давно назревшая тема. И соответствующая работа уже запущена. И здесь мы идем по двум направлениям. Первое, это у нас идет достаточно серьезная, большая работа по как раз перенастройки транспортного обеспечения в рамках агломерации Чебоксара, Новочебоксарска и близлежащих районных центров. И здесь мы участвуем в том числе в федеральных программах, которые ведутся под патронажем ВЭБ-РФ. При этом ведем работы по решению критических вопросов, которые носят такой горячий характер. Это, прежде всего, те проблемы, которые испытывают жители, прежде всего, Новочебоксарска, ну и, конечно, жители Чебоксарска вот, в рамках передвижения между этими двумя муниципальными образованиями. Для этих целей буквально месяца два назад был изменен маршрут номер 101, он стал более удобен, и мы увидели, что люди тут же откликнулись очень положительно. То есть, как был изменен? Во-первых, он был удлинен, а во-вторых, там были заменены автобусы более вместительные, чем малолитражки. Аналогичная работа сегодня ведется по всем остальным маршрутам, и эта работа должна быть завершена к осени текущего года с тем, чтобы вот жители и города Чебоксары, и Новочебоксарска, которые часто перемещаются между этими двумя городами, реально могли в комфортных условиях добраться туда или обратно в удобное время. Ну а в целом транспортная система, когда она будет перенастроена, должна обеспечивать за одну плату, значит, возможность доехать человека с одной точки агломерации в другую, независимо от количества пересадок. Такая работа, она запущена. Я надеюсь, мы его в течение 2-3 лет запустим и реализуем. По трамваю? Я думаю, что трамваи для нашего города не актуальны, потому что существующая уличная сеть и даже в рамках агломерации, на мой взгляд, очень ну, не то чтобы не соответствует, но не требуется, мне кажется, вот такой вид транспорта. То есть у нас троллейбус очень гармонично вписывается, трамваи – это совершенно новый вид, не свойственный для нашей системы. И это первое. Второе, его строительство достаточно дорогое, и соответствующий пассажиропоток, он пока еще непонятен. То есть если мы строим какие-то, значит, коммуникации, мы должны понимать, что они должны обслуживаться, они должны окупаться и должны быть понятны источники их финансирования. Естественно, любое инфраструктурное решение – это очень дорогостоящее мероприятие, и просто так, ради того, чтобы иметь трамвайные пути, построить, а потом думать, как же его содержать, это будет неправильно. Тем более, я, как уже неоднократно говорил, у нас очень-очень много задач, которые требуют скорейшего решения, а денег
на одномоментное их решение просто недостаточно. Поэтому необходимо приоритизировать и задачи решать таким образом с точки зрения того, чтобы, с одной стороны, как уже было сказано, решать те вопросы, которые требуют незамедлительного решения сейчас, ну а с другой стороны, развивать планово нашу жизнедеятельность таким образом, чтобы она была комфортна и соответствовала стандартам, которые на сегодняшний день уже становятся обыденностью. Спасибо, Олег Алексеевич. Вопрос уже категории разные. Янтальцева Марта сообщает о том, что в Чувашии посажен ГМО рапс. Неправда, давайте сразу отреагирую. Это неправда. Этого, значит, я помню, в прошлом году была эта история. Якобы, значит, в рапсе был обнаружен ГМО, по-моему, одно из изданий писало. Но на самом деле после проведения тщательных анализов и проверки всех фактов, значит, эта информация не подтвердилась. Мало того, что мы последовательно ведем работу по развитию агропромышленного комплекса и по значит, настройке деятельности всех цепочек и звеньев от производственного цикла продукции сельскохозяйственного назначения в рамках зеленого бренда России, на который нас ориентирует президент Российской Федерации. Поэтому однозначно никаких ГМО. А если будут какие-то предприятия таким образом хулиганить, мы, естественно, будем применять максимально жесткие меры и реагировать в рамках действующего законодательства. Оригинальный вопрос. В последнее время часто осуществляются кибератаки на различные организации через взлом поставщиков. В Чувашии на объекты ключевой информационной инфраструктуры, в частности отрасли энергетики, ТЭК, здравоохранения, поставляют свои продукты и системы множества предприятий. Для противодействия требуются центры мониторинга информационной безопасности. По отдельности никто из поставщиков такой центр не осилит. Возможно ли построить единый республиканский центр? Мы найдем. Ну, давайте мы найдем. Зовут Иванов Алексей. Ну, да. Вот давайте мы найдем этого Иванова Алексея. И вот очно, не просто в вопросе, потому что эта тема очень глобальная. Сейчас только на эту тему можно поговорить часа 3, потому что тема, во-первых, новая. Тема, она направлена на то, чтобы реально этим заниматься и заниматься таким образом, чтобы получать максимальные предоставляемые возможности от цифровизации нашей деятельности. Ровно поэтому у нас в этом году и экономический форум проходил на тему цифровая трансформация всех. И мы с вами знаем, что президент ставит скорейшей цифровой трансформации всех отраслей и направлений нашей жизнедеятельности. И очевидно, наряду с возможностями в этом процессе есть очень-очень много рисков. Эти риски, они понятны. Эти риски, они вполне как бы оцениваемы. И, очевидно, разработка любых платформ, любых систем, инструментов идет с учетом, естественно, защиты от этих рисков. Но при этом всегда есть, естественно, риск того, что эти, скажем, защитные барьеры могут быть обойдены. И, очевидно, этот процесс надо постоянно, скажем так, модернизировать и наращивать. То есть сегодня любая разрабатываемая система имеет тройной, четверной, пятерной контур защиты, ровно для того, чтобы обеспечить безопасность. Поэтому здесь очевидные вещи, и любой желающий поучаствовать в этом процессе, это только находка для нас. И мы всех приглашаем, и здесь готовы объединять усилия с каждым интересным, вернее, с каждым желающим, и использовать любую идею, которая может принести пользу. Контакт найдем, Олег Алексеевич. И перед тем, как практически выходить на финиш, сообщим о том, что у нас Минспорт, наш республиканский, отработал другое обращение. Вопрос, когда в Чувашии будет футбольный клуб уровня второй лиги хотя бы? Почему все так плохо с футболом? Наш Минспорт сообщает о том, что было заключено соглашение с РФС, одной из главных задач которого является создание профессионального клуба. Данную инициативу активно поддерживает футбольный клуб «Химик Август», поселок Гурнара. Да, планируется, что на следующий год они будут выходить на вторую лигу. Да. Совершенно верно.
И завершить, наверное, хотелось бы приветом от наших земляков из Казахстана. Кирилл Павлов, журналист, он проживает в Казахстане. По национальности чуваш, обращается к вам. За свою маленькую, но очень активную жизнь я делаю все, что могу для популяризации чувашской нации и ее узнаваемости за пределами Волги. В Казахстане не так много чувашей, но мы очень дружны и охотно общаемся друг с другом. Если бы у меня была возможность провести один день с вами, Олег Алексеевич, и сделать по итогам этого репортаж, то это был бы неоценимый вклад в узнаваемость чувашского народа. О, я не против. Пусть приезжает. Как зовут его? Кирилл Павлов. Да, Кирилл. Да, пусть Кирилл приезжает. Мы вместе с ним, значит, сверстаем план работы. И, пожалуйста, я человек просто по, скажем, статусу и по роду своей деятельности открытый абсолютно. И здесь я с удовольствием предоставлю возможность Кириллу поизучать деятельность главы Чувашии и соответствующим образом описать его деятельность. Это, наверное, хорошая практика. И, в общем, я не против. Олег Алексеевич, спасибо вам большое. Мы и так злоупотребили вашим временем. Вот. Возможно, что-то захотите сказать в конце, как подведение итогов? Я уже, в принципе, вначале сказал. Спасибо за все вопросы. Мы, на самом деле, охватили, скорее всего, только маленькую часть тех вопросов, которые поступили. Но я думаю, что они, наверное, все-таки охватили все направления и темы, которые, под которые, наверное, можно было объединить все поступившие вопросы. Поэтому я, отвечая на каждый вопрос, постарался дать в целом направление деятельности правительства Чувашской Республики по тому или иному направлению, или отрасли, или территории. Но при этом, еще раз обозначаю, что каждый вопрос мы обязательно изучим, и в случае необходимости, конечно же, дадим действенный ответ и соответствующую реакцию. Спасибо, до новых встреч. Спасибо большое.